начала, чтобы открыть нашу площадку, я должна представить слово многоуважаемой Галине Владимировне Китайгородской, которая в рамках регионального проекта сумела одна из первых выиграть грант, открыть региональный ресурсный центр, да, в рамках поддержки семей, имеющих детей. Кроме того, на прошлой неделе она великолепно представила республику в данном направлении и сказали, что Москва и Московская область просто в восхищении, как организована работа по поддержке семей, имеющих детей в нашем регионе. Поэтому, Галина Владимировна, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемое профессиональное сообщество. Я рада приветствовать вас на очень важной демонстрационно-дискуссионной площадке, которая посвящена новому федеральному проекту «Поддержка семей, имеющих детей». Федеральный проект ставит перед нами очень глобальные и новые задачи. Мы должны действительно научиться взаимодействовать на уровне всех субъектов образовательных отношений. И именно в этом проекте доминирующую роль играет наше родительское сообщество. Мы сегодня понимаем, что современное образовательное пространство должно быть доступно, понятно и осознанно нашими родителями именно как пространство, которое делает их детей успешными и счастливыми. А значит, мы должны научиться работать с нашими родителями, предложить им те технологии, которые позволят им почувствовать, что наше российское государство создает все условия для наших детей, для наших родителей. И поэтому, конечно, уважаемые коллеги, мы очень рады, что сегодня наша площадка будет работать вместе с уважаемым экспертным сообществом. Я знаю, что коллег будут еще представлять. Мы очень рады Людмила Леонидовна, что сегодня возглавляет наше экспертное сообщество. И, коллеги, вы знаете, как важно, что сегодня мы представляем именно профессиональное единство. Я очень надеюсь, что действительно сегодня от дискуссии мы перейдем к выработке конкретных предложений и рекомендаций. Действительно, как уже сказала Антонина Владимировна, Республиканский институт развития образования стал победителем федерального гранта, который был обозначен Министерством просвещения как грант, который на уровне каждого субъекта будет функционировать с точки зрения именно создания консультационных новых по форме центров для поддержки родителей. И у вас есть сегодня возможность вместе с нами, у нас будет включение экскурсионные, познакомиться с форматом деятельности нашего республиканского консультационного центра. Сразу хочу сказать, что в следующем году центр будет продолжать реализовывать важную для республики программу. Мы вошли во второй грантовый поток, мы стали победителями 2020 года. Поэтому у наших родителей, у нас, уважаемые коллеги, есть возможность показать достижения нашей республики на уровне федерации. Показать те новые формы работы с родителями, которые позволяют, еще раз внимание обращаю, нашим родителям чувствовать себя комфортно во всех сложных иногда условиях. Но самое главное, что сегодня мы вместе с представителями муниципальных образований, представителями органов исполнительной власти, с представителями организаций, которые включены в наш проект. Я не случайно пришел в наш проект, потому что это проект республики. И на уровне республики уже реализуется целый пакет государственных программ, которые направлены на поддержку семей. Я думаю, что мои коллеги сегодня тоже об этом будете говорить. Поэтому я хочу вам пожелать действительно очень сегодня достойной профессиональной дискуссии, которая позволит нам выработать новые пути, а может осознать и тот опыт, который был с точки зрения традиций, которые надо сохранить. Уважаемые коллеги, желаю вам успешной плодотворной работы. Спасибо, что мы вместе. Спасибо большое, Галина Владимировна. Спасибо большое, Галина Владимировна.
А сейчас я хочу предоставить слово Афанасьевой Людмиле Леонидовне. Вы же знаете прекрасно, что в нашей республике есть и создана Национальная родительская ассоциация. И вот данная общественная организация, она эффективно объединяет, сотрудничает с государственными органами и непосредственно с семьей. Поэтому, Людмила Леонидовна, вам слово. Пожалуйста, поприветствуйте нас. Да. Дорогие коллеги, прежде, уважаемая Галина Владимировна, прежде я хотела бы по поручению Национальной родительской ассоциации поздравить вас с приближающимся Днем Учителя. Всех нас поздравить, потому что бывших учителей не бывает. Я бывший учитель, но я тоже считаю себя всю жизнь учителем, где бы я ни работала. Масштабный по своей значимости образовательный форум, я не помню такого масштабного, вот уже он 4-й год идет, но в этом году он особенно масштабный в связи с тем, что мы действительно реализуем национальные проекты, множество национальных проектов. Мы с вами все должны быть участниками не только проекта образования, но всех проектов, потому что иначе наше общество не победит вот на международной арене. Поэтому вот в такой многогранной работе, которую проводите вы именно по поддержке семьи. Вот больше, чем сказала Галина Владимировна, мне даже и сказать нечего. Но действительно, чтобы результаты этой работы были эффективнее, необходима взаимоподдержка, взаимодоверие, взаимопонимание школы, детского сада, всей системы образования с обществом и прежде всего с родительским сообществом, с семьей. И я хотела бы поблагодарить вас за участие на этой дискуссионной площадке. У нас столько, оказывается, у нас так много партнеров, у нас так много наших, тех, кто нас поддерживает в этой работе. В 90-е годы, просто я вспоминаю их, как-то получилось так, что вектор семейной политики склонился к системе социальной защиты. И даже отдел семьи был передан в систему социальной защиты. И мы больше тогда внимания уделяли неблагополучию в семье, уделяли внимание социальной защите, поддержать семью материально. А это ведь не самое главное, да? Вот. И сегодня мы вот этим проектом, федеральным и региональным проектом поддержка семей, имеющих детей, мы хотим сделать родителей полноправными и полноценными участниками всей системы образовательных отношений. Где бы это ни было, я вот говорю от детского сада, даже от семьи, поскольку у нас сегодня есть семейные формы образования, начиная вот с семейных форм, детский сад, школа и так далее. Взаимодоверие, дружественные, контакты с семьей, формирование ответственного родительства, вот это то главное, что сегодня мы должны с вами достичь. И я уже вот сказала о том, что вектор изменился. Впервые об этом сказал наш президент. Еще в 2014 году, в феврале 2014 года, когда был президиум Госсовета по вопросам семьи, материнства и детства, накануне принятия концепции государственной семейной политики. И вот тогда президент впервые сказал, что надо менять вектор семейной политики, направить его на благополучие семьи, на то, чтобы мы с вами знали крепкие, хорошие семьи, поддерживали их. И вот на этой основе, чтобы укреплялся весь институт семьи. А для этого необходимо создавать условия. И вот первое условие у нас в республике, и так приятно, Галина Владимировна, что вы нашу республику и представили в России,
вот эти условия создаются у нас в республике. Поэтому я хочу сказать, что вот этим самым мы с вами поднимем авторитет семьи, с одной стороны авторитет семьи, и второе ее роль в воспитании, и даже образовании детей. Потому что если родители наши партнеры, причем вот именно на доверительной основе, тогда многие наши проекты пойдут очень легко и просто. Важно, чтобы еще я раз хочу подчеркнуть, чтобы эта работа была направлена на укрепление традиционных семейных ценностей, поскольку иногда нам навязывают не только традиционные семейные ценности. Поэтому мы вот Национальная родительская ассоциация, и мы вот вместе с Институтом развития образования и в целом с Министерством образования вот в этом плане работаем. Это традиционные семейные ценности и возрождение, развитие и укрепление института семьи. И я хотела бы пожелать нам успехов на этом поприще, доброй, результативной работы. Спасибо вам. Спасибо, Людмила Леонидовна. Я, наверное, в самом начале не представилась, да? Я Белая Наталья Владимировна, являюсь представителем Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Вот. Кроме того, у нас сегодня на нашей дискуссионной площадке присутствуют эксперты, которые представляют Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, да, от разных государственных учреждений. Это Попова Анна Владимировна, исполняющая обязанности заведующей отделением профилактики безнадзорности социального сиротства несовершеннолетних. Галина Владимировна Неродовская, заведующая отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наталья Владимировна Хорт, заведующий экстренной психологической помощи населению. Урыкина Екатерина Николаевна, заведующая отделением профилактики безнадзорности социального сиротства несовершеннолетних. И Туголуков Леонид Геннадьевич, заведующая отделением профилактики безнадзорности социального сиротства несовершеннолетних. От Министерства здравоохранения Республики Коми у нас присутствует Захарова Светлана Александровна, главный врач Сыктывкарского специализированного дома ребенка для детей с ограниченным поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Пожалуйста, давайте поприветствуем наше экспертное сообщество. Так, ну и, конечно же, сегодня слушателями нашей площадки являются это родители, попечительские советы, учителя логопеды, дефектологи, в общем, большая армия, которая болеет за семью. Скажите, пожалуйста, кто вообще первый раз присутствует на данном мероприятии? О, достаточно много. А вот я теперь тогда задам вам вопрос. А что вы ждете от этого мероприятия? Еще не понимаете, да? Так, кто еще первый раз? Так, скажите, пожалуйста. Я логопед, представляю детский центр библиотека. Вы можете знакомиться, прийти к нам. Мне очень приятно, да, здравствуйте. Вот я училась, собственно, да, также. Я очень рада, что меня директор позвала представлять центр. Вот, я считаю, что именно такие мероприятия очень важны. Все же было, в принципе, главное сказано, но дело в том, что в России, мне кажется, вообще у нас общество такое, честно, немножечко злое, вы понимаете, о чем я. Идешь по улице, ну, люди все хмурые, и такие мероприятия, они очень объединяют именно вот нас, педагогов. Мы ведь со всей душой к вам, да, к родителям, к детям. И я очень рада, что я первый раз здесь, и я надеюсь, что буду еще участвовать. Спасибо всем, кто пришли. Думаю, мы будем стараться объединять, действовать все вместе, все будет хорошо. Спасибо вам за приглашение. Спасибо большое. А теперь я бы хотела предоставить слово тем, которые уже не первый раз на таких мероприятиях. А что вы ждете от этого мероприятия? Вот, например, Светлана Эдуардовна. Здравствуйте, очень приятно побывать в России еще
раз на форуме. Очень действительно хорошо, что нас форум объединил в такой вот как бы проблеме. И хорошо, что все повернулись к этой проблеме. Потому что не секрет, что с каждым годом детей-инвалидов становится все больше. И очень замечательно, что государство, в том числе и детские сады, помогают родителям, но как бы не в решении этой проблемы, но оказывают помощь родителям, помогают им и как бы морально поддерживать, и в то же время открываются у нас консультационные центры для таких родителей, которые имеют детей с отклонениями какими-то в развитии. И очень хорошо, что мы, в принципе, мы даже встретились с теми, с кем мы уже бывали и на форумах, и с кем учились. Поэтому всем хороших успехов на мероприятии. Так, ну кто еще хочет поприветствовать всех участников дискуссионной площадки? Может быть, есть желающие? Пока нет, да? Очень хорошо. Ну, наверное, мы приступим уже к, скажем так, презентации, демонстрации нашего опыта, возможно, традиционного. Во второй части, я думаю, что это будет опыт нетрадиционный, который мы только начнем развивать. Это социально ориентированные некоммерческие организации, которые будут работать на поддержку семей, имеющих детей. Вот. К вам большая просьба, уважаемые слушатели, участвовать, да, после докладов, задавать вопросы, кому что-то непонятно, и мы будем обсуждать и приходить к каким-то точкам соприкосновения и вырабатывать какие-то пути решения. Согласны? Отлично. Так, ну, наверное, начну я. Я расскажу, скажем так, о создании региональной системы работы по поддержке семей, имеющих детей в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Так, помогите мне, пожалуйста. Так. Уважаемые коллеги, значит, если мы приложим все усилия, чтобы семья стала тем местом, где человек может получить настоящее воспитание, мы обеспечим себе более безопасный и человечный мир вокруг. Самая главная задача, которая стоит перед государством, это помощь семьям, имеющих детей, и создание эффективной межведомственной системы родительского просвещения и семейного воспитания. Родители, законные представители детей, зачастую оказываются лишены психолого-педагогической, методической и консультационной помощи. Особо нуждаются в данной помощи следующая категория граждан. Это родители детей дошкольного возраста, в том числе не посещающие детские сады. Не слышно меня? Провела анализ, и оказывается, что в нашей республике более 30 детей не охвачены услугами, 30 тысяч детей не охвачены услугами дошкольного образования. Из них состоят на учете из 30, да, это около 9 тысяч. То есть, представляете, где-то 20 тысяч родителей с детьми где-то у нас находятся дома, да. Дальше. Граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. У нас сегодня таких желающих 102 человека, да, состоит на учете, и которые желали бы принять на воспитание в свои семьи детей, которые остались без попечения родителей. Дальше. У нас около 1500 детей, которые находятся на семейной форме обучения. Это дошкольники и школьники. Да? У нас с вами 2392 ребенка-инвалида. И из них до 3 лет это около 200 детей. И 1737 детей с ОВЗ в школах и 2000 детей в детских садах.
Кроме того, у нас родители, нуждающиеся в помощи при воспитании детей, имеющие различные проблемы в поведении, развитии и социализации. Вот мы знаем, что у нас на учете стоит таких детей 1676 детей. Вы представляете, какие цифры, да, и какой вообще фронт работы нам с вами необходимо, да, вот, объять. С 1 ноября 2018 года в Республике Коми реализуется региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» федерального проекта образования. Цель регионального проекта – это создание условий для повышения компетентности родителей и обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. В Республике Коми создается региональная модель системы работы по поддержке семей, имеющих детей. Оказание помощи родителям, которые прежде всего направлены на психолого-педагогическую помощь и обеспечивает ее доступность родителям независимо от места проживания и уровня. В настоящее время сеть организаций, задействованных в реализации регионального проекта, это дошкольные и общеобразовательные организации, социально ориентированные некоммерческие организации, различного рода консультационные пункты, службы, ресурсные центры, психолого-медико-педагогические комиссии, учреждения здравоохранения, социальной защиты населения в рамках межведомственного взаимодействия. Вы сейчас вот видите на слайде, да, я представила, сколько у нас дошкольных образовательных организаций, сколько у нас общеобразовательных организаций. Да. Как я уже сказала, что с начала реализации проекта мы создали 7 социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи. У нас задействованы такие города, как Сыктывкар, Воркута, Ухта. Вот. Понятно, что у них сейчас побольше возможностей, они нам создадут некую такую практику, и, возможно, мы эту практику сможем потом транслировать на другие города и районы. У нас создано 92 консультационных пункта на базе 87 дошкольных образовательных организаций и 5 общеобразовательных организаций во всех муниципальных образованиях региона. У нас создан один региональный консультационный центр, о котором как раз сегодня говорила Галина Владимировна, и по ходу нашей дискуссионной площадки вы с ним познакомитесь, да, с его работой. Кроме того, родители и также педагоги могут получить некую консультацию, да, по имеющимся вопросам. У нас создан один региональный ресурсный центр по организации сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. У нас на территории Республики Коми действует 19 психолого-медико-педагогических комиссий, 1 центральная и 18 территориальных. Кроме того, для обеспечения максимальной доступности услуг ранней помощи в месте проживания ребенка в 2018 году министерством, совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми мы создали реестр образовательных организаций, которые обеспечивают предоставление услуг ранней помощи во всех муниципальных городах и районах республики. В данном реестре у нас числится 90 дошкольных образовательных организаций и 2 общеобразовательных организации. Что сказать о кадровом составе? Да, вот, конечно, вот такую сеть организаций у нас обеспечивают учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования, другие педагогические работники по запросу родителей, законных представителей детей, медицинские работники, администрация, да, образовательных организаций. И это всего около 1000 специалистов, которых вот мы только, да, сейчас смогли, ну, скажем так, посчитать. В 2019 году данные специалисты у нас прошли обучение по дополнительной профессиональной программе для специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Это 30 человек. Для добровольцев, желающих создать СОНКО, и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, которые уже зарегистрировались и осуществляют, ну, скажем так, организационные мероприятия в городе Сыктывкаре, Воркуте, Ухте, организованы курсы для 24 человек. Кроме того, для оказания услуг ранней помощи 5 человек у нас получили
так скажем, повысили свою квалификацию в рамках программы министерства, которые организовывали, да, Министерство труда, занятости и социальной защиты населения. Так, по информации муниципальных органов управления образования, вот уже сейчас, да, с момента реализации нашего проекта, мы оказали услуг населению, это около 15 тысяч. Вот. И доля граждан, которые оценили качество услуги, которые мы оказываем населению, это составило 94%. То есть, в принципе, наша работа оценена и оценена, ну, я думаю, что по достоинству. Конечно, есть родители, которые, возможно, не до конца, да, мы не до конца удовлетворили их потребности, но для этого мы можем оказать и привлечь специалистов для оказания, да, нескольких услуг родителю, чтобы он все-таки, да, был удовлетворен качеством получения услуги. В 2019 году, к 2019 году, к концу, мы планируем оказать 19 тысяч услуг. У нас с вами осталось 3 месяца, я думаю, что данный показатель мы достигнем. А эти показатели, как вы знаете, они у нас определены в региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей». И к 2024 году, если вы видите на слайде, мы должны оказать более 140 тысяч услуг. Основным результатом проекта является удовлетворение потребностей родителей, законных представителей детей, в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. В республике, конечно, система услуг консультационной помощи родителям детей, конечно, находится в стадии еще развития и требует еще решения многих вопросов. Первое – это выявление детей, которые нуждаются в консультационных услугах, в том числе услугах ранней помощи, да, детям в возрасте до 3 лет. Второе, да, это информирование родителей о возможностях получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям. Следующее – это организация комплексного межведомственного взаимодействия с родителями при сопровождении детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра. То есть мы с вами должны вместе, да, если имеется такой ребеночек, как-то консолидироваться и, возможно, даже где-то на одной базе, да, оказывать данные услуги, чтобы родитель с этим ребеночком у нас не бегал, например, по городу, да, возможно, в дистанционной какой-то форме, в заочной форме. Ну, я думаю, что вот эти вот формы, о формах как раз расскажут уже непосредственно специалисты, которые работают на местах. И формирование базы лучших практик по созданию консультационных услуг населению и услуг ранней помощи. И сегодня как раз мы не случайно в нашу программу зашили такие демонстрации, да, практик, которые у нас, возможно, нетрадиционные, возможно, нетрадиционные, но мы с вами вот с этими практиками сегодня познакомимся. И, конечно же, одно из мероприятий, которое также у нас запланировано в региональном проекте, это расширение сети социально ориентированных некоммерческих организаций как производителей социально полезных услуг. Реализация в полном объеме всех задач, конечно, возможна в рамках тесного межведомственного взаимодействия с родителями, детьми, организациями заинтересованными. И я думаю, что у нас с вами все получится, и все те результаты, которые у нас определены в региональном проекте, мы их совместными усилиями достигнем. Вот, спасибо вам большое за внимание. Вот так вот немножечко погрузила вас в тему. Да, я думаю, что всем все понятно, или будут какие-то вопросы ко мне? Так, вопросов пока нет, да? Хорошо. Я, по-моему, уложилась в регламент, да? Так. Так, ну, скажем так, что мы сейчас с вами приступим непосредственно уже к демонстрации интересных идей. Мы с вами найдем пути решения, да, возможно, если существуют такие проблемы в консультационных центрах, да, в центрах, которые оказывают непосредственно услуги. И сегодня мы с вами познакомимся с практиками по оказанию психолого-медико-педагогических услуг вот, нескольких
муниципальных районах. Почему скажу, что нескольких муниципальных районах? Потому что в региональном проекте, в первый год регионального проекта поставлена задача пока нескольким муниципалитетам активно развивать данные услуги. Это Сыктывкар, Воркута и Ухта. И приглашала в демонстрации своего опыта работы Кустину Екатерину Михайловну, педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, детский сад номер 8 комбинированного вида села Выльгар. Нужно отметить, что работа данного консультационного пункта решает много задач. Это, во-первых, у нас в Тырвинском районе низкий уровень доступности, особенно доступности для детей до 3 лет. Это отсутствие специалистов узкой направленности в ряде дошкольных образовательных организаций района и расположение населенных пунктов на большом удалении друг от друга. Нужно сказать, что в прошлом году данный муниципалитет тоже представлял свой опыт работы на Россию и также был отмечен своей положительной работой. Так, пожалуйста, как вам будет удобно. Добрый день, уважаемые гости форума. Я бы хотела представить небольшой опыт работы консультативного центра, ДАО как одна из вариативных форм образования в сельской местности. Семья и детский сад являются важными институтами социализации детей. Воспитательные функции их различны, но для всестороннего развития личности ребенка необходимо не параллельные их действия, а их взаимодействие. В указе президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года одна из главных задач является создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающим дошкольное образование в семье. Об этом говорит и федеральный государственный стандарт дошкольного образования. В настоящее время в селе наблюдается увеличение числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных образовательных учреждений до достижения детьми 3-летнего возраста. Ни для кого не секрет, что нехватка мест в детских дошкольных учреждениях продолжает оставаться на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем как для города, так и для села. Родители всеми силами стремятся воспитать достойных граждан России, но зачастую мы наблюдаем сложности родителей в воспитании детей. Проблемы во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью. Особенно эта помощь нужна родителям детей, которые не посещают детский сад. Исходя из актуальности данной проблемы, возникла идея создать в 2016 году на базе детского сада консультационно-методического центра как одну из вариативных форм дошкольного образования, позволяющего осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи как института социализации и воспитания ребенка. Наш сельский детский сад – это современное, динамично развивающееся дошкольное учреждение, стремящееся соответствовать всем требованиям образовательной политики, где совместными силами за многие годы наработана большая методическая и материально-техническая база, которая позволяет в комплексе решать вопросы современного дошкольного образования. Детский сад имеет широкий спектр специалистов, каковых не так много в сельской местности. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум, специалисты которого также задействованы в работе консультативного центра. Наш детский сад является детским садом комбинированного вида, и поэтому у нас есть 2 группы компенсирующей направленности: группы для детей с задержкой психического развития и группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Поэтому консилиум, созданный в детском саду, является активным помощником в работе консультативно-методического центра. Любая деятельность требует определения цели, которая позволяет увидеть конечный результат, спрогнозировать стратегию развития и тактику деятельности по его достижению. Нашей целью стала организация успешной работы ДАО при создании условий максимальной доступности услуг дошкольного образования, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи родителям, поддержка всестороннего развития личности детей в возрасте от рождения до 3 лет с различными образовательными потребностями, не посещающими дошкольные учреждения. Консультативный центр услуги оказывает не только тем родителям, чьи дети не посещают дошкольное учреждение, но оказывает и помощь родителям,
чьи дети посещают детские сады. В этих садах по ряду причин отсутствуют в штате специалисты, способные оказать психолого-педагогическую помощь как родителям по вопросам воспитания и обучения, так и детям, нуждающимся в коррекционно-развивающей работе со специалистами. Услуги центра бесплатны. Консультативно-методический центр является структурной единицей образовательной организации. Действие его строго регламентируется нормативно-правовой базой. В положении о консультативном центре определена документация, фиксирующая деятельность специалистов центра. Эффективность работы консультативно-методического центра напрямую зависит от наличия разных специалистов и от их профессионализма, их искренним желанием успешно развиваться, умением вступать в контакт с родителями, найти к ним и их детям индивидуальный подход. Положение о консультативно-методическом центре определяет порядок деятельности. Организация психолого-педагогической помощи родителям и детям в консультативно-методическом центре строится на основе интеграции деятельности разнопрофильных специалистов. Прием родителей ведется по предварительно составленному графику. Родители сообщают по телефону, либо лично педагогу-психологу, который является координатором, какой вопрос их интересует. С родителями заключается договор об оказании их услуг. Исходя из заявленной тематики, идет привлечение к проведению консультации того специалиста, который владеет необходимой информацией в полном объеме. Консультирование родителей может проводиться одним или несколькими специалистами одновременно, в зависимости от сути проблемы. Когда подбирается группа родителей с одной проблемой, организуется групповое консультирование различной формы. После работы с семьями специалисты обсуждают результаты работы с семьей, идет рефлексия проделанной работы. В консультативно-методическом центре родителям и законным представителям детей оказывается методическая, психолого-педагогическая, диагностическая помощь. Формы работы различны. В рамках консультационно-методического центра возможно обеспечение родителей методическими и диагностическими материалами, в состав которых могут входить информационные брошюры, буклеты, дидактические материалы для занятий на дому, интерактивные материалы, методические пояснения по применению дидактических материалов, тестовых заданий. В детском саду созданы необходимые условия для функционирования центра. В спортивном и музыкальном залах проводятся совместные мероприятия с родителями и детьми. Работа специалистов, задействованных в центре, осуществляется в кабинете психолога, логопеда, дефектолога. Дошкольное учреждение обеспечено достаточным количеством программно-методических комплексов и специальной литературы. Также обеспечено пакетом диагностических материалов для детей и родителей. В полной мере много, можно сказать, дидактических материалов, развивающих игр и игрушек. Распространение информации среди населения села о работе консультативно-методического центра осуществляется через наглядную информацию. Рекламные плакаты, которые размещаются в центре села, буклеты, которые распространяются сотрудниками детского сада, и также размещение материалов на сайте, на интернет-сайте детского сада. Специалистами, работающими в консультативном центре, ежегодно составляется перспективный годовой план работы, где отражены темы проведения плановых встреч. Консультирование – основной вид деятельности сотрудников центра. Тематика консультирования разнообразна и касается вопросов обучения, воспитания, социализации детей от 2 месяцев до 7 лет. Практика общения с родителями позволила нам выявить наиболее типичные проблемы, волнующие взрослых, обращающихся в консультативный центр. Так, к основным запросам можно отнести оказание диагностической помощи. Чаще родители волнуют уровень развития их детей, уровень речевого развития, готовность детей к школе. Реже выявление проблем в общении между родителями и ребенком. С большим желанием родители занимаются вместе с детьми, принимая участие в детско-родительских занятиях. В рамках консультативного центра разработаны и реализуются программы индивидуальных занятий. На сегодняшний день в детском саду накоплен некоторый опыт работы консультативно-методического центра. За период 2016-2018 год можно отметить следующие результаты.
За 16-17 учебные года было заключено 6 договоров. В период 17-18 учебных годов 14. За период 18-19 и еще не учтены те, которые вот сейчас учебный год еще начался, поэтому здесь цифры еще не все. Вот. 15. За первый год работы консультативного центра было проведено 10 индивидуальных консультаций, а за второй год их количество возросло до 28. За третий год пока еще 17. Специалистами центра оказывалась помощь родителям детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет и старше. Так как у нас достаточно большой спектр специалистов, имеющий большой опыт работы, поэтому и обращаются родители старше 7 лет, чьи дети посещают уже школы. Так как консультативный центр имеет достаточно большое количество специалистов, мы имеем возможность оказывать консультативную помощь и в других детских садах района. По приглашению родителей неоднократно организовывались выезды специалистов центра с целью оказания диагностической и консультативной помощи родителям, помощи в разрешении конфликтов. Наш ожидаемый результат такой, как повышение педагогической компетентности родителей, получивших методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, достигнут. Родители положительно отзываются о работе консультативно-методического центра, говорят о нужности данной формы работы с семьями, но в то же время предлагают проведение встреч в воскресные дни в утренний отрезок времени, так как не будет некоторой торопливости и встречи будут проходить более плодотворно. Предложили рассмотреть возможность проведения не одного мероприятия в эти воскресные дни, а нескольких. При этом есть определенные проблемы, а следовательно и перспективы. Одна из проблем – это большая загруженность специалистов и большая загруженность помещений детского сада в будничные дни для проведения групповых индивидуальных форм работы с детьми. Поэтому воскресная школа, которая уже получила название «Школа для малышей и их родителей», теперь вот есть название, должна удовлетворить запросы родителей именно в выходные дни. И мы рассматриваем, уже включено в план, встречи, когда и дети будут оставаться одни без родителей, а родители могут получить возможность получить консультацию, какие-то формы, мастер-классы без присутствия детей. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Екатерина Михайловна. Мы с вами увидели систему работы, да, которая сложилась непосредственно в данном дошкольной образовательной организации, в консультационном центре. Вот. Мы увидели перспективу развития данного консультационного центра. Возможно, у экспертов будут какие-то предложения по улучшению качества работы. Наталья Владимировна, как вы считаете? Пока, наверное, не могу сказать, пока слышу доклады, я думаю, возможно, в конце. Можно мне вопрос задать? Конечно, можно. А передавайте микрофончик. Спасибо. Екатерина Михайловна, скажите, пожалуйста, вот вы статистику перевели, и я хочу уточнить, это самообращение в семье или все-таки рекомендация педагогов из детского сада? Нет. Зачастую родители сами обращаются. Как было сказано, у нас размещены рекламные плакаты, ежегодно размещаются в центре села. Мы через воспитателей распространяем буклеты, прям почтовые ящики, да? Вот. И поэтому родители сами обращаются. Ну, а потом село – это такое, скажем, небольшая местность, когда все специалисты на виду. И, в общем-то, такой, ну, скажем, передача, да, какой-то информации о специалистах тоже немаловажное значение. Сарафанное радио об этом уже работает, да? Спасибо большое. Очень рада, конечно, за выбор, такие услуги, большой спектр. Приятно, конечно, было послушать. Хотела узнать, а вот договора заключают какие-то услуги платные? Все услуги в консультативном центре бесплатные, как индивидуальные занятия, как групповые, да, коррекционно-развивающие занятия с детьми, которые малыши до поступления в детский сад, да, все услуги оказываются бесплатно. Можно еще один вопросик? Я хочу поблагодарить вас за, вот Даниэль отметила аспект работы центра, выезды
еще, значит, деревня, я так поняла, да, и которые относятся к Клинскому району, я считаю, что это очень важно. Во-первых, там будут знать, что и центр есть, и он работает, и специалисты его готовы оказать методическую помощь, и консультативную помощь, в том числе и детям, вот, которые находятся в деревнях, которые, очевидно, не могут выехать, да, семьи, выехать к вам в консультацию. Я считаю, что выездная работа ваша, она будет иметь какое-то, наверное, продолжение. Это очень хороший опыт. Именно выездная работа специалистов вашего центра. У нас специалисты в центре работают, у нас достаточно большой опыт и достаточно большой стаж, поэтому, когда мы выезжаем, специалисты, которые молодые, работающие в детских садах, которые работают в школе, педагоги, психологи, они присутствуют, в общем-то, при диагностике, при консультировании. То есть, таким образом, мы оказываем еще методическую помощь молодым специалистам, работающим на селе. Да, я понимаю, из этого, конечно, было спасибо, там число, я знаю, что у педагогов, может быть, не так, как у медицинских работников, очень важны вот эти мастер-классы, своего рода тренинги, которые действительно имеют очень большое практическое значение. Спасибо. Еще раз немножко помучаю, хорошо. Хотела бы еще такой вопрос задать. А вы как-то сотрудничаете с социальными службами Силовика? Потому что вот из опыта Сыктывкара часть семей, вот детки, которых не посещают образовательные или школьные учреждения, они состоят у нас на контроле. Потому что иногда у них появляются какие-то неблагополучия, иногда родители не ориентированы на воспитание детей, у них у самих очень много проблем. Вот чтобы также их привлекать к каким-то занятиям совместно с детьми, и чтобы как-то повышать их родительскую компетенцию. Ну, опять же, конечно же, все информированы о работе консультативного центра через отдел образования, через рекламу, да, но и, конечно же, у нас есть ПМПК, которая районная, да, и каждый год, 2 раза в год все специалисты присутствуют на этом ПМПК, и мы их информируем, они знают и направляют, да, то есть мы тесно сотрудничаем и с КПДМ, которые также направляют к нам родителей, да, вот именно с села, да, вот Выков, потому что ближайшие села как-то не очень, да, но вот села-то, конечно, да, поэтому тесное сотрудничество у нас осуществляется обязательно, да. И еще с поликлиникой, потому что мы рекламу и в поликлинике размещаем, и буклеты размещаем в поликлинике, а туда же приходят малыши, и поэтому тоже педиатры рекомендуют, да, скажем, вы можете посетить специалиста, который вам необходим. Спасибо. Огромное спасибо за выступление. Было много вопросов. Спасибо большое Сахтубинскому району. Да. Сейчас мы приглашаем Татьяну Александровну Разговорову. Извините, если, возможно, неправильно буду называть фамилию, поправляйте меня. Педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения Центр психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения города Сыктывкара. Мы с вами знаем, что высокие результаты дают как раз оказание комплексной, да, поддержки детей и их родителей. И комплексная помощь специалистов, это особенно, если это касается ребенка, возможно, с какими-то нарушениями, да, в развитии. Вот давайте послушаем, как же справляется у нас данное учреждение с комплексной, как они оказывают, да, комплексную консультационную помощь. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. За отведенное мне время вкратце обозначу нашу систему консультативной работы с тем контингентом детей, родителей, которые, в общем-то, являются нашими основными потребителями наших услуг. Актуальность, значимость вообще работы нашего центра во многом определяется тем, что у нас такая особая категория детей, родителей, соответственно, и вы видите на слайде, да, что, во-первых, это дети дошкольного возраста, это дети с ОВЗ раннего возраста, в том числе впервые выявлены, в том числе и мы способствуем, содействуем этому выявлению. Это дети, испытывающие трудности в развитии, обучении, адаптации, дети-инвалиды, неорганизованные дети с ОВЗ в том числе. И, конечно же, если речь идет о детях, то, безусловно, сразу автоматически речь идет о родителях. Это родители, законные представители детей с ОВЗ. Соответственно, мы понимаем, что вот такая категория родителей, да, вот таких же, опять же, детей, это особая категория. Когда мы говорим о детях с ОВЗ, мы говорим об особых образовательных потребностях. Да?
Вот здесь нельзя не сказать, говоря о родителях, о том, что это родители тоже с особыми потребностями в определенных знаниях, умениях, помощи для воспитания, обучения детей с ОВЗ, детей с инвалидностью. Консультативная помощь в нашем центре оказывается не только в рамках двух направлений: консультативного направления и информационно-просветительского, но охватывает практически все виды деятельности специалистов, так или иначе, можно сказать, красной нитью проходит через все виды деятельности. Ну, немножко статистики нашей. Мы называемся, значит, Центр психолого-педагогического информационно-методического сопровождения. В нашей структуре функционирует территориальная дошкольная психолого-медико-педагогическая комиссия. И, безусловно, львиная доля консультаций оказывается в рамках этой комиссии. Вот посмотрите, за последние 2 года, мы существуем с 2015 года, вот именно в такой структуре центра, за последние 2 года вот можно посмотреть количество детей, которые прошли комиссию, и, соответственно, количество родителей, которые получили консультативную помощь в рамках этой комиссии. Это те родители, законные представители, которые присутствуют непосредственно на комиссии и получают вот эту консультативную помощь. Чуть дальше я скажу, какого рода, да, эта помощь. Если мы говорим о консультировании в рамках ПНПК, вот из этих родителей по категориям, да, можно увидеть, то есть я сейчас иллюстрирую как раз вот эту особенность нашего контингента, да. Посмотрите, какое количество детей и в 2017 и 2018, да, году, детей инвалидов, детей именно раннего возраста, детей, не посещающих дошкольные учреждения, неорганизованные дети. Надо сказать, что количество детей раннего возраста, впервые выявленных даже тяжелых детей, постепенно все-таки возрастает. И даже на консультациях, когда мы смотрим свой дневничок записи на консультацию, мы видим, что одни малявки идут, да, чаще всего. Поэтому эта работа нужна, и родители, имеющие детей вот такого возраста и с проблемами в развитии, конечно, через нас в большом количестве проходят и, ну, преобладающим большинством является. Ну, немножко по нашей коррекционной помощи, да, оказывается специалистами, дефектологами, логопедами. Коррекционная помощь здесь уже за все 5 лет представлена. Видно, как рос объем оказываемой коррекционной помощи, да, родителям. Естественно, что здесь без консультирования родителей, ну, не обходится в любом случае. И, собственно, консультации в рамках индивидуальных уже приемов специалистов, это у нас педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, в том числе тифлопедагог у нас имеется в качестве специалиста, да, вот видно, в каком количестве оказываются эти услуги, на которые могут прийти родители, ну, можно так сказать, с улицы, да, для этого не требуется какое-то специальное направление, какое-то специальное разрешение, в заявительном порядке родитель обращается столько раз, сколько им хочется, тогда, когда ему хочется, по тому вопросу, по которому он считает нужным, да, то есть мы открыты для всех. Если говорить о полном цикле консультирования, ну, вот можно основные виды представить таким образом. Консультирование начинается уже с предварительного общения родителя, законного представителя, когда он звонит к нам в центр, трубочку берет главный специалист, да, и там, кроме чисто формальных консультаций по порядке, да, предоставления документов, это может действительно превращаться практически чуть ли не в психологическую консультацию. Очень часто родители дезориентированы, неправильно информированы, либо по своим каким-то личным особенностям затрудняются сориентироваться. Даже уже на самом первом этапе вот эта помощь им оказывается. В общем-то, мы все знаем, что родители детей с ОВЗ – это особая категория не только в социальном плане, в юридическом, но и в психологическом. Да? Поэтому поддержка им нужна уже с первых шагов в нашем центре. Второй вид консультирования – это уже личное обращение, когда человек приходит с документами или без узнать. Это личный прием руководителя центра и личный прием руководителя самой психолого-медико-педагогической комиссии. При необходимости родители обращаются, особенно если в каких-то трудных ситуациях, или просто по каким-то причинам родитель хочет сразу к руководству. У него какой-то очень важный вопрос, он считает, и у него есть такая возможность. Что касается индивидуального консультирования, вот я уже говорила, да, у нас его проводит учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог.
Ну, последние 3, 3, 4, 5, сейчас чуть дальше скажу о ней, да. Консультирование, собственно, в рамках ПМПК и так называемые иные виды консультирования. Индивидуальное консультирование родителей детей с ОВЗ и не только, оно проводится специалистами 2 отделов. Это, собственно, отдел ТПМПК и отдел психолого-педагогического сопровождения, на который ложится не только консультативная, но, собственно, нагрузка по коррекционно-развивающим занятиям помощи. Вот когда родитель приходит на индивидуальную консультацию к специалисту, я уже сказала, что это легко можно сделать, записаться, да, хоть по телефону можно записаться, хоть лично обратиться, то на этих консультациях специалист помогает обследовать ребенка, точнее не помогает обследует ребенка и помогает родителю понять, какой уровень развития речевого, психического, личностного в данный момент имеется у ребенка. Специалист предварительно может оценить, нужно ли ребенку обучение по адаптированной образовательной программе, нужно ли направить его на ПМПК, да, пройти, чтобы ребенок мог получить эти услуги. Родители также при необходимости направляются к соответствующим специалистам, когда видно, что есть проблема, но не совсем понятно, какой она природы. И от себя, как психолог, добавлю, к психологу, конечно, еще обращаются с различными поведенческими проблемами, с личностными, тревожности, страхи, вопросы воспитания. То есть то, что выходит за рамки деятельности ПМПК, но в частности в моей практике половину обращений связаны именно с этими запросами. Здесь вот не отражено, но я так говорила. И что очень важно, обратите внимание, что за этим видом консультирования индивидуального могут обращаться все родители, могут обращаться регулярно, таким образом им оказывается сопровождающая помощь. Ну, то есть, например, родитель неорганизованного ребенка понимает, что пока они дома, надо что-то делать. Он может регулярно, хоть раз в 2 недели или реже, чаще, как он хочет, приходить к специалисту, который видел уже этого ребенка, знает, и получать, ну, скажем, такие задания небольшие на дом, да, комментарии, рекомендации, с чем можно заниматься с этим ребенком, чтобы он, находясь в семье, в общем-то, имел возможность развиваться и обучаться. В процессе ПМПК консультирования, мы так условно выделяем такие 3 этапа консультирования. Перед началом обследования. Вот родители только пришли, мы знакомимся, здороваемся, да, при необходимости, естественно, выясняем запрос уже со слов родителя, для чего они обратились, фиксируем. При необходимости собираем дополнительные анамнестические данные, выясняем, насколько родители, скажем так, адекватны в своем запросе, да, для себя такую рабочую гипотезу строим, потому что бывает так, что родители не всегда правильно понимают цель обращения, не всегда ориентированы в этой вот сети, которая предоставляет эти услуги, и требуется небольшая помощь для того, чтобы сориентировать. Более того, родители, вот по нашему опыту, находятся в очень большом стрессе всегда. Поэтому просто один раз в конце что-то объяснить и отпустить бывает явно недостаточно. И даже вот этих 3 этапов бывает недостаточно. Родители уходят, приходят в себя и понимают, что они ничего не помнят, потому что для них это тоже был своеобразный экзамен. Поэтому до обследования уже предварительная небольшая беседа с родителем ведется. Второй условный такой этап – это по окончании обследования. То есть ребенка обследовали, заключение еще не вынесено, но родители пока еще находятся в помещении заседания комиссии. И бывает, что в этот период иногда приходится и корректировать запрос, когда родитель приходит с одним запросом, потом он увидел, как ребенок показал себя на обследовании, начинает что-то по-другому видеть, и с учетом мнений и пожеланий родителей иногда корректируется запрос. Обсуждается образовательный маршрут и принимается совместное решение, как лучше поступить в пользу ребенка. И, наконец, когда уже решение, комиссия посовещалась, заключение написано, решение вынесено, родители приглашаются и знакомятся уже с окончательным. Здесь решением, заключением родители знакомятся с документами, заключение ПМПК. При желании родитель может ознакомиться с протоколом, который ведется в процессе обследования. И разъясняются законные права, куда обратиться. Кому-то, дальше там я приведу примеры психологического взаимодействия с родителями, кому-то требуется даже не столько формальная помощь организационная, сколько психологическая поддержка. И ее, конечно, мы тоже по возможности оказываем, насколько позволяют вот временные рамки комиссии.
вот, собственно, вот эти приемы, они не взяты только с потолка, это описание нашего опыта, что нам приходится делать с родителями для того, чтобы попытаться, по крайней мере, отпустить их в более-менее нормальном психологическом состоянии, потому что для кого-то что-то становится новостью, для кого-то проблема непринятия ситуации, да, заболевания ребенка, кто-то по-прежнему не понимает, что ему делать дальше и так далее. То есть кого-то надо просто выслушать, кому-то посочувствовать, для кого-то авторитет специалиста там, да, очень важен, для кого-то важно помочь увидеть ситуацию с другой стороны. Кому-то мы говорим, да, если у вас будут вопросы, приходите, обращайтесь, мы вас не бросаем, мы вас сопровождаем. То есть вот эта перспектива сотрудничества с комиссией, что с кем работает, тому то и пытаемся предложить, перебираем все варианты. Председатель, начальник, руководитель комиссии Ирина Викторовна у нас очень чутко смотрит и пытается предложить родителям именно то, что в данный момент с родителя считывается. Да? Вот. И так называемые иные виды консультирования. Я уже сказала в начале, что практически все виды нашей деятельности пронизаны консультированием. Это, обратите внимание, после родительских собраний, когда мы выходим на родительские собрания по запросу садов, да, с тематическими выступлениями, бывает так, что по горячим следам родители окружают тебя, обращаются, и ты тут же на месте проводишь 1, 2, 3 небольших консультации. Кто-то может после этого записаться на индивидуальную, да, отдельно. Иногда само собрание превращается в групповую консультацию, если в ходе выявляются какие-то проблемы, изначально которые были скрыты. Да? Также специалисты, ведущие коррекционные занятия, до и после цикла коррекционных занятий обязательно оказывают консультативную помощь родителям. То есть наши родители никогда не тыкаются, как слепые котята, они вот всегда, мы стараемся очень подробно, детально, индивидуально подходя, сопровождать, потому что очень многие родители, обращаясь к нам, к сожалению, и уже имеют опыт того, как они говорят, что с нами никто не разговаривал. Мы только сейчас, возможно, в последние годы поворачиваемся, да, вот лицом к этой проблеме, чуть ли не со слезами на глазах. Спасибо только за то, что вы с нами вообще поговорили, что-то объяснили. Поэтому, когда идут коррекционные занятия, специалисты обязательно разъясняют, что, к чему и почему там будет происходить. И консультирование родителей, законных представителей по итогам наблюдения детей в детском саду. У нас есть такая форма работы, как выход в детские сады, где ребенок наблюдается в естественных для него условиях. Эту заявку может написать как руководитель учреждения при согласии родителей, так и сами родители могут явиться инициаторами. Когда в детском саду, да, вот это связано особо с выявлением, первичным выявлением детей, появляются проблемные дети, с которыми непонятно, что делать, непонятно, почему они так себя ведут, что с ними. Специалисты, в зависимости от профиля, выходят, наблюдают ребенка, пишут на него экспертное заключение, в обязательном порядке консультируются специалисты детского сада и обязательно приглашаются родители для получения обратной связи. И дальше уже в рамках индивидуальной консультации по нашему определенному алгоритму мы снова анализируем с родителями, подсказываем, направляем, советуем, куда можно дальше обратиться. И вот все, что я перечислила, да, весь цикл консультативной помощи, он очень вариативный, потому что родители могут обратиться, я уже говорила, сколько угодно раз, к какому угодно специалисту, тогда, когда нужно, и, знаете, такой пазл определенный, то есть есть составляющие компоненты, в рамках ТПМПК, конечно, там более жесткий, четкий алгоритм, но за рамками комиссии родители имеют вправе выбрать тот объем консультативной помощи, который им необходим. Мы об этом сообщаем, они об этом знают и при необходимости обращаются повторно. Вот. Ну, об этом тоже уже упомянула, что красной нитью проходят все наши консультативные поддержки для родителей. Мы не ограничиваемся только четко направлением консультативным, пытаемся оказать нашим родителям консультативную помощь там, где они нуждаются, на том этапе и какого содержания, которое требует конкретная ситуация. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Очень подробно рассказала нам о деятельности, да, вашей. Скажите, пожалуйста, у кого-то будут вопросы из зала? Эксперты? Все, спасибо большое. Доклад был полный, очень интересный.
Так, сейчас мы приглашаем Анастасию Лапкину Анастасию Ивановну, педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад номер 69 города Сыктывкара. Вот ранее я озвучивала, да, что около практически 20 тысяч детей, которые у нас по различным причинам не посещают дошкольные образовательные организации. И вот как раз в этом дошкольном образовательном учреждении создан консультационный центр, который работает для детей, которые не посещают детский сад. Я правильно понимаю? Да. Так, Добрый день. слово. Да, добрый день, уважаемые слушатели. Я вас хочу сегодня познакомить с относительно новой формой работы с родителями, которую мы попробовали впервые в рамках консультативного центра. В ней принимали участие те родители, у которых дети не посещают детский сад, ну и присоединились несколько родителей, конечно, с нашего детского сада тоже. Эта форма работы для дошкольного образования является новой, поэтому я остановлюсь больше на практике. В чем состоит это? Ну, в соответствии с ФГОСом нашим, в соответствии с законом об образовании, родители являются первыми педагогами для детей, и поэтому мы сконцентрировались именно на помощи родителям. Мы сопровождали их консультативной помощью на протяжении 30 дней в социальной сети ВКонтакте. Мы создали закрытую группу и выдавали им задания. Они ежедневно отчитывались, мы их сопровождали в течение этих 30 дней. Вот я вам расскажу, что у нас из этого получилось. Особое внимание мы уделяли взаимодействию ребенка с родителями, поскольку основная наша категория – это ранний возраст, и в этом возрасте очень важно, чтобы именно родитель проводил работу с ребенком, а не сами специалисты. Мы выбрали не случайно именно 30 дней срок проведения этого марафона, потому что он основан на нейрофизиологических данных. 21 день нужен для того, чтобы выработать привычку, и 30 дней для того, чтобы выработать привычку, если это связано с какими-то трудностями. Мы поставили основную цель перед собой – это выработать привычку у родителей каждый день заниматься со своим ребенком. Ну и поскольку родители не знают, часто не умеют как это делать правильно, мы их сопровождали, ну вот, как могли. Проблема, почему мы решили обратиться к этой форме работы? Потому что традиционные формы работы с родителями, ну, они несколько себя исчерпали. Собрания родительские, информационные стенды. Родители молодые, современные, они активно пользуются интернетом, поэтому мы решили как бы пойти к ним навстречу и организовали эту работу в интернет-сообществе. Проблема у родителей не новая для дошкольного образования, это недостаточный уровень развития речи у детей, особенно у детей раннего возраста, детей без неврологических нарушений, соматически здоровых, но малоговорящих, плохо говорящих или не говорящих совсем. Идея нашего марафона – это ежедневные, очень короткие занятия родителей с ребенком. Мы ставили целью именно все это делать с помощью обыкновенных подручных средств, то, что есть у всех родителей дома. Ну, не нужно специально там где-то покупать это в каких-то магазинах специальных. Вот все это дома у родителей есть. Интернетный марафон, я уже сказала, проходил в социальной сети ВКонтакте, в закрытой группе для родителей детей раннего возраста в основном. Самый маленький наш участник, ну ранний возраст это примерно, самый маленький участник у нас 8 месяцев и самые старшие 3,5 года. Около 40 человек приняло участие. Это было очень трудоемко для специалистов нашего детского сада, но было очень результативно. Итак, он проходил в ноябре 2017 года и длился 30 дней. Вот это скрин нашей группы ВКонтакте. Мы очень активно шли обсуждения все 30 дней. Буквально специалисты у нас работали только на марафон в этом месяце, поэтому детский сад может себе такую форму работы позволить 1 или 2 раза в год. Хотя родители готовы марафонить целый год, но после того, как у них мотивационный подъем такой получается, дальше можно предложить другие, менее затратные для детского сада формы работы. Итак, мы поставили целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах развития речи у детей раннего возраста посредством ежедневного сопровождения. И задачи были формировать у родителей навык ежедневных занятий с ребенком, потому что развитие речи это такое направление, где надо работать каждый день, много раз в день и постоянно в течение дня. Создавать условия для познавательного и речевого развития ребенка, условия для развития позитивных детско-родительских отношений, потому что это именно ранний возраст и без позитивных этих взаимоотношений результата не будет. Способствует обмену опытом между родителями. Группа закрытая, и внутри этой группы родители с удовольствием делятся друг с другом опытом, что получается, особенно что не получается. Спикерами марафона были 3 специалиста. Это учитель-логопед,
Людмила Анатольевна Бакутенко-Буркот, педагог-психолог я, и воспитатель Жанна Валерьяновна с большим стажем работы именно с детьми раннего возраста. Спикеры публиковали задания для родителей в группе в закрытой ВКонтакте каждый день в 6 утра. Родители имели возможность в течение дня подготовиться к заданию, выполнить его и в этот день или на следующий день опубликовать свой отчет о работе. Что получилось, что не получилось. Мы просили в добровольном порядке выкладывать фотографии, и именно фотографии сыграли роль такого мотиватора, потому что одно дело, когда текстом написано, что у нас все получилось, а другое дело, когда фотографию родитель выкладывает, и сразу хочется тоже своими успехами похвастаться. Вот мы представлялись, конечно, в этом интернет-марафоне родителям. Возникло очень много вопросов и к логопеду, и к психологу, и к воспитателю. Мы, в общем, успели большую помощь оказать за эти 30 дней. Вот. Условия, и создали для этого все позитивные условия. Регулярное и систематичное детско-родительские занятия, адекватные задания индивидуальным особенностям детей. Мы каждое занятие ранжировали по уровню сложности и уровню развития. Задания для детей до года, для детей с года до 1,5 лет, 1,5-2 лет и около 3 лет, потому что такой ранний возраст, что шаг в 1 или несколько месяцев меняет содержание работы кардинально. Доступность исполнения. Все делалось из подручных материалов, все, что дома бывает. Каждый день давались, в течение недели, с понедельника по пятницу, мы давали задания развивающие, по субботам наши мамы отдыхали, потому что если мама не отдыхает, то она дальше в марафоне участвовать не будет. И по воскресеньям мы давали задания просто повторить то, что понравилось, потому что надо опираться все равно на то, что у ребенка вызывает интерес. Это мне кажется интересно возиться в манке, а ребенку, может быть, не будет интересно, они что-то другое будут закреплять. Мы заметили трудность, с которой родители выполняют субботние задания, и родители, которые очень много работают со своим ребенком, они потом в субботу никак не могут отдохнуть. Они пишут, мы все повторили, что вы говорили, но отдохнуть не успели. Ладно, в воскресенье отдыхали. Вот. В ходе реализации интернет-марафона мы разные формы работы использовали. Сюжетно-ролевые игры, сказкотерапию, песочную терапию, но доступны для родителей уровня. Конечно, на таком очень простом уровне. Квест-игры, работа с природными материалами. Все, что понятно и доступно родителям и полезно будет детям раннего возраста. Вот. Индивидуальная дифференциация заданий состояла в том, что мы подбирали по возрасту каждый. Задание одно, но специфика выполнения у каждого возраста своя. И кроме того, мы в начале марафона выяснили, у кого более подробно выяснили, у кого какой запрос. И старались, это в индивидуальном порядке проводилось, работать по запросу родителя. Конечно, не все родители высказали такую готовность, но некоторые в личных сообщениях ВКонтакте мы параллельно с ними вели индивидуальную работу уже по запросу на каждого конкретного ребенка. Вот хочу вам показать один из дней нашего марафона. Это день 3, игры в сенсорной коробке. Вот наш самый маленький участник, 8 месяцев, у него сенсорная коробка была сенсорным тазиком. Там все такое крупное, что нельзя съесть, подавиться. Вот. Дети постарше, видите, материалы у всех разные. Что у кого дома есть, кто-то там овсяные хлопья покрасил, кто-то горох покрасил, даже время потратил, кто-то пуговицы 3-летнему ребенку не боится дать, ничего страшного. У всех разные задания. Дети меньше года обследовали просто содержание коробки, потому что мы знаем, что сенсорный опыт лежит в основе речевого развития ребенка. От года до 2 орудовали разными инструментами. После 2 лет выбирали, классифицировали по цвету, по форме, по назначению предмету. И здесь у нас не влезло. В 3-летнем возрасте, 3-3,5 года, мы уже пробовали сюжетную игру обыгрывать в сенсорных наших коробках. Вот. Примерно тематический план, ничего такого, знаете, особенного, все очень просто, но родители оказались, что когда их сопровождают каждый день, они способны достичь очень больших результатов с помощью того, что каждый день перед ними у них в игрушках это лежит или у них на кухне это есть. Они раньше не знали, что с этим можно было делать. Какие получили результаты? Обобщение домашней игровой среды, те же сенсорные коробки, книжки, пазлы, монтессори материалы из подручных материалов, повышение любознательности, познавательной активности детей. Родители жаловались, что у них теперь каждый день им надо пока что-то с ребенком поделать, потому что привычка не только у родителей сформировалась, но и у ребенка тоже. Появление активной речи у 2 неговорящих детей. Конечно, 2 из 40 это не очень много. И с другой стороны, это тоже очень большой результат. Это было очень радостно для родителей, что они своими силами, своих ранних детей,
разговорились. Расширение пассивного словаря у всех детей, принимавших участие в марафоне. Некоторые родители сами научились придумывать развивающие игры. Не только родители с педагогическим образованием, но и без педагогического образования тоже. Так вот понравилось, они сами стали заниматься этим. Многие родители отмечали, что они привыкли заниматься с ребенком чем-нибудь полезным каждый день. И после марафона они хотели продолжать еще целый год марафонить, но мы предложили другие формы работы, на которые они с удовольствием согласились. Спасибо за внимание. Буду для вас говорить. Большое спасибо. Я думаю, очень интересная форма работы. И сейчас, наверное, многие районы возьмут себе на вооружение. Да? Вот. Скажите, пожалуйста, у кого-то есть какие-то вопросы? Когда следующий марафон? Когда следующий марафон? Хочу записаться. Приводите своего ребенка в 69-й детский сад. Да, вас по знакомству можем взять. Но они 2 раза в год проводятся, я думаю, где-то ближе к Новому году он уже будет. Да? Спасибо большое. Анастасия Ивановна, действительно очень здорово, сама поучаствовала, особенно довольны мамы в декретном отпуске, когда никуда ребенка не нужно везти, а можно прямо вот здесь вот начинать занятия у себя дома, ничего не надо покупать и вести уже с тем, что у тебя есть в наличии. А вот хотела спросить, а как работа строилась? Это получается, вы индивидуально каждой маме потом на вопросы отвечаете? В закрытой группе ВКонтакте, как это выглядит? Сообщение в группе, вот то, которое, давайте я покажу, чтобы было предметно, да? Вот, видите, сообщение на стене группы висит, и к нему в комментариях родители пишут отчеты. Вот мы в сенсорной коробке сделали вот это, а мы вот это, у нас такая трудность, у нас получилось, у нас не получилось, вопросы задавали. И вот это обсуждение, оно как бы открытое получается. Групповое обсуждение. Да, групповое обсуждение. Есть родители, которые параллельно с этим еще пишут личные сообщения, вещи, которые они не могут публично проговаривать, и с ними параллельно вот работают. И на личные тоже отвечаете, даете им рекомендации? На личные тоже это было предусмотрено этим марафоном в течение 30 дней. Когда марафон закончился, они, в общем, тоже хотели продолжать, но мы в другие формы работы перевели. Здорово, спасибо огромное. Так, у нас еще есть один вопрос? Анастасия Ивановна, у меня вот такой вопрос. Вы не подумали формы работы, примерно такие же, с бабушками и прабабушками, и с дедушками? Да, потому что они у нас, к сожалению, вот в настоящее время отошли от того, что они делали там 100 лет назад, предположим, да? Вот. И у нас сокращается число многопоколенных семей. Когда мы говорим многопоколенная семья, они считают, что если бабушка в соседнем доме живет, то это уже не многопоколенная семья, она уже не занимается воспитанием. Вот как их надо еще приобщить? Да, главное, чтобы они владели компьютером. Можно приобщить, почему нет? Давайте думать все вместе, коллеги, как этих бабушек и дедушек, потому что я уже прабабушка, я вот этих болею. Вот так вот мы и повысим компетентность родителей и старшего поколения, да? И ответственность старшего поколения за семью. Спасибо огромное, спасибо огромное. Так, вот скажем так, что мы закончили уровень дошкольного образования, да, и так формы работы на уровне дошкольного образования. Сейчас мы перейдем уже к общеобразовательным организациям и предоставляем слово Татьяне Васильевне Балыгиной. Мы немножечко поменяли, извините, пожалуйста, по просьбе, да, поменяли Балыгина Татьяна Васильевна, заместитель директора, получается, муниципального учреждения дополнительного образования. Вот она сейчас нас познакомит. Можно мне микрофон? Микрофон, конечно, конечно. Слайд-шоу, да? Ага, все. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поприветствовать вас от лица педагогического коллектива Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Сыктывкара. Мы представляем вашему вниманию систему работы по психолого-педагогическому сопровождению родителей, законных представителей, учащихся муниципальных общеобразовательных организаций через психолого-педагогическое просвещение.
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года определяет, что целями современной государственной семейной политики является поддержка, укрепление и защита семьи и ценности семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семьи и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития. То, о чем мы сегодня говорим на протяжении работы в нашей секции. И решение задачи по содействию реализации воспитательного и культурного образовательного потенциала семьи включает в себя повышение педагогической культуры родителей, чем мы, в общем-то, все с вами занимаемся. Обеспечение доступности для семей и родителей, помощи специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи. Это и педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и другие узкие специалисты. Кроме того, предполагается в концепции реализация дополнительных образовательных программ для мужчин в целях формирования ответственного родительства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей. Я думаю, что все мы с вами с нормативными документами хорошо знакомы, потому что непосредственно ежедневно опираемся в своей работе на их постулаты. Ну а я хочу представить вам сегодня программу психолого-педагогического просвещения родителей, законных представителей учащихся муниципальных общеобразовательных организаций нашего города «Успешный родитель». Педагогами центра она была разработана в 2015 году. И реализация программы «Успешный родитель» позволяет развивать психологическую, педагогическую, коммуникативную, информационную компетенции родителей, участников программы, педагогов образовательных организаций, поскольку они являются непосредственными участниками этой программы, ну и, конечно же, наших педагогов центра. Что содействует повышению педагогической культуры родителей и созданию социального пространства особого рода в городе Сыктывкаре, направленного на успешную социализацию ребенка в обществе. Ну, вы видите стратегическую цель программы. Это создание такого сообщества, где будут работать компетентные педагоги, компетентные родители и бабушки, и прабабушки в том числе. На слайде представлены ожидаемые результаты программы. И основным результатом предполагалось создать для родителей, законных представителей в городе Сыктывкаре систему последовательного психолого-педагогического сопровождения и воспитания детей и подростков. И если мы посмотрим внимательно на результаты, ну, например, возьмем нижний, единая открытая информационная среда в области семейного воспитания. Каким образом она достигается? Конечно же, по результатам социального заказа или какого-то вызова современного общества, педагогами центра, педагогами образовательных организаций разрабатываются различные информационные материалы, методические материалы, которые публикуются на сайтах нашего центра, на сайтах управления образованием, на сайтах муниципальных общеобразовательных организаций в специальном разделе, который так и называется «Работа с родителями». Вот, ну, если брать только вот один результат. Следующее мы посмотрим. Значит, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – это базовая организация управления образования администрации МУГО Сыктывкар по профилактике приобщения учащихся к ПАФ, профориентации, по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений совместно с муниципальными образовательными организациями. Поэтому наш учебный план вот этой программы включает 4 тематических раздела. Это пропаганда здорового образа жизни и профилактика приобщения учащихся к психоактивным веществам, это профориентация, это правовое просвещение и это психолого-педагогическое сопровождение. Почему вот такой большой спектр? Потому что центр обладает, в общем-то, я считаю, уникальным ресурсом, поскольку в центре работают не просто педагоги дополнительного образования, это, например, федеральный судья в отставке или инспекторы ОПДМ, которые уже тоже вышли в отставку. То есть люди, практики, которые реально могут трактовать ситуацию в нужном ключе, в нужном русле и понимают законы, механизмы воздействия закона и могут оказать действительно практическую помощь. Учебно-тематический план программы для родителей, учащихся с 1 по 11 класс в объеме 55 часов, продолжительность одного занятия
в зависимости от формы его проведения. Если это слайд-лекция или просто встреча с родителями, то это где-то 45 минут. Если это тренинговое занятие, то это до 90 минут. На одну возрастную параллель приходится 4 просветительских мероприятия в год. Получается одно по профилактике, одно по профориентации, одно по правовому просвещению и одно по психолого-педагогическому сопровождению. И я бы хотела сказать, что мероприятия эти проводятся в соответствии с целями и задачами не только нашего центра, но и программ воспитания и социализации муниципальных общеобразовательных организаций. Как это происходит, я вот сейчас расскажу. Отличительной особенностью учебно-тематического плана программы является дополнительный компонент. То есть если мы видим обязательное мероприятие, да, но ведь мы знаем, что в общеобразовательных школах тоже работают педагоги, психологи, социальные педагоги, которые активно участвуют в просвещении родителей. Если у школы есть такая тематическая, например, составляющая, им не нужно то, что вот мы предлагаем по плану. Они могут выбрать мероприятие из дополнительного компонента. Что там оно включает в себя? Это конференция отцов, профориентационные игры для детей и родителей, мини-групповые беседы, консультации, единый консультационный день по вопросам профилактики ПАВ, правонарушений, преступлений, которые специалисты центра реализуют в рамках единого дня правовой помощи детям. 20 ноября обязательно в городе и в Эжлинском районе проводится такое мероприятие с приглашением всех субъектов профилактики города. Вот, например, я просто приведу, каким образом компонент этот наполняется и меняется. В связи с участившимися проблемами подростками СПАЙСа в 2016 году, пропагандой сети интернет-сообществ самоубийств, помните все, да, в 2017 году, современной террористической угрозой в программу были включены такие встречи с родителями, как опасность по имени СПАЙС, опасные игры в сети интернет, профилактика суицидального поведения, такая встреча, как под названием «Родителям о кибертравле». То, в общем-то, в чем мы сейчас с вами находимся и живем активно, особенно подростковое наше население. В рамках психолого-педагогического просвещения родителей продуктивными являются консультации по личному обращению родителей и консультации в результате социального вызова. Каким образом это происходит? Когда начинается учебный год, Управление образования утверждает график, по которому центр выходит в образовательную организацию. Мы составляем также план работы с родителями, и если после родительского собрания родителей встревожила какая-то тема или есть какая-то личностная проблема, то они бесплатно совершенно могут записаться по телефону к нам в центр и получить индивидуальную консультацию, а могут пригласить специалиста в класс для группы заинтересованных родителей. То есть такая работа вообще достаточно эффективна. Ну вот я хочу представить вам, как организуется сетевое взаимодействие по психолого-педагогическому просвещению родителей. Если мы обратим внимание на первый столбик, это 4 этапа. На первом мы приходим в школу, определяем целевые установки, требования программы, даты начала окончания работы по программе на этот текущий учебный год. Второй этап – это выбор стратегии, определение порядка обеспечения программы кадровыми ресурсами. То есть школа сама заявляет, какая система ее интересует больше, может быть, какой план она предложит сама. И мы вместе на административном совещании выбираем те темы, которые необходимы школе здесь и сейчас, на сегодняшний учебный год. Дальше, конечно, деятельность по программе идет. Наши специалисты выходят по определенному плану в школу, проводят свои встречи с родителями. И потом, в конце учебного года, мы проводим снова административное совещание, где подводим итоги и проводим корректировку планов на будущее. То есть всегда, когда начинаешь такую планомерную работу, выходят определенные какие-то проблемные зоны, которые надо будет закрыть на следующий учебный год. Таким образом. Ну и почему нам это удается еще, что способствует эффективной реализации данной программы, это то, что вот вы видите партнеры межведомственного взаимодействия по формированию социального заказа по направлению деятельности центра. То есть мы работаем не в вакууме, мы работаем всем миром. И в этом плане, конечно, специалистам центра легче. Почему? Потому что наши специалисты являются
участниками антинаркотических комиссий, например, города Сыктывкара или Женского района. Педагоги центра являются членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, членами общественного совета МВД по Сыктывкару, комиссии управления образования по профилактике преступлений, правонарушений и предупреждения безнадзорности и отсила несовершеннолетних. То есть получается, что мы всегда в курсе того, что происходит в городе. И на любой вот вызов мы можем своевременно, как мы говорим, с колес организовать какую-то профилактическую работу. Ну и что же мы сделали за 4 года с 2015 -го? За 4 учебных года 22 418 родителей, учащихся с 1 по 11 класс, стали участниками просветительских мероприятий программы «Успешный родитель». Количественный показатель проведенных мероприятий стабильно увеличивается. Если вы посмотрите, вот сравнение прошлого учебного года и позапрошлого, то на 37 мероприятий, в общем-то, идет увеличение. Кроме того, и количественный охват родителей тоже увеличился. Это говорит о эффективности работы и заинтересованности муниципальных общеобразовательных организаций в том, чтобы эту совместную работу проводить системно и планомерно. Кроме того, это количественные показатели. На слайде представлена внешняя оценка мероприятий программы родителями. В течение года мы проводим мониторинг мнения родительской общественности о том деятельности, которую мы предлагаем. Я некоторые зачитаю, что 96% респондентов подтверждают важность и востребованность услуг, предлагаемых педагогами центра, и 91% выразили желание продолжить встречи с педагогами центра в будущем. То есть это реально качественный результат, который мы добились. Ну и познакомиться подробно с программой можно на сайте нашей организации, буклеты в коридоре есть. Программа там выставлена в полном объеме. И еще хочу сказать, что вот я пропустила еще один качественный результат, который мы добились. В 2017 году программа была представлена на Всероссийской научно-практической конференции «Формирование семейных ценностей как основа социального благополучия детей и подростков», организованной Национальной родительской ассоциацией в Москве, стала победителем Всероссийского конкурса центров и программ родительского просвещения в номинации «Программы и проекты родительского просвещения психолого-педагогической направленности» и вошла в каталог лучших практик родительского просвещения. Вот тут книжка наверху здесь. То есть вот с такими результатами мы пришли к сегодняшнему дню. Пожалуйста, вопросы если есть. Есть вопросы? Да. Спасибо. Так, ну, насколько мне известно, что в рамках регионального проекта поддержки семей, имеющих детей, ваше учреждение стало победителем в конкурсе на предоставление федеральных субсидий, федерального гранта на развитие услуг, получается, да, психолого-медико-педагогических услуг в 2020 году. Поэтому я думаю, что ваша деятельность будет расширена, да, и, естественно, количественные и качественные характеристики будут уже, даже не знаю, куда подниматься. Вот. Спасибо большое. Значит, предоставляю слово Татьяне Васильевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы номер 18, да, города Сыктывкара. Долго ждали меня, да? Добрый день, уважаемые участники форума. Рада приветствовать вас. И мы перешли на уровень школы, да, и я как раз хотела бы рассказать вам о службе психолого-педагогического и медико-социального обеспечения на опыте школы номер 18, да, в рамках сопровождения как раз родителей, так как действительно эта тема сейчас очень важна. Ведь взаимодействие с родителями было, есть и всегда будет неотъемлемой и важной частью деятельности школы. Вот эта триада учитель,
школа, если да, про школу говорить, ученик, родитель, наши доверительные взаимоотношения, взаимоуважение, активность всегда принесут результат, тот, который от нас требует, да, государство в вопросах образования детей. И, конечно же, мы, нашу деятельность регламентирует нормативно-правовая база. В принципе, все вы знакомы с этой правовой базой. Я хотела бы остановиться как раз на том приказе, который ближе к нам территориально. Да? Это приказ Управления образования номер 925 об утверждении положения о службе психолого-педагогического, медико-социального обеспечения в муниципальной системе образования города Сыктывкар. То есть в Сыктывкаре все школы создают данную службу и реализуют деятельность. В этом приказе очень четко и хорошо прописаны все цели, все задачи, которые ставятся перед нами. Главная цель – это защита интересов личности в сфере образования, ее гармоничного развития, сохранения и укрепления здоровья, профессионального самоопределения учащихся, повышение адаптационных возможностей участников образовательных отношений, всех участников, да, образовательных отношений, в том числе и родителей. И главные задачи относительно родителей стоят такие: консультирование субъектов образовательных отношений и психологическое просвещение. Да? В этом направлении ведется работа непосредственно с родителями. На основании данного документа все школы формируют свое положение, да, уже внутреннее, и где прописываются основные функции, в том числе работа с детьми и работа с родителями. И прежде чем рассказать о том, как реализуется это направление именно в нашей школе, да, надо, наверное, немножко рассказать как раз о нас, потому что есть определенная специфика, а именно специфика, касаемая контингента учащихся нашей школы. Покажу вам некоторую статистику за 3 года. Да, всего учащихся более 1000 человек, и численность растет, да, детей у нас много. И, конечно, с данной службой охвачены все дети, да, все 1156, вот если говорить о 18-19 учебном годе. Но эта служба, они сопровождаются согласно плану внутреннему, да, каждого специалиста. Но у нас есть определенные категории детей, которые требуют регулярного, еженедельного сопровождения специалистов данной службы. А именно, это дети с ОВЗ, дети с инвалидностью, дети-сироты. И вот у нас профилируются определенные классы, это кадетские классы, у них также включено дополнительное психолого-педагогическое, да, направление, занятия с ними проводятся еженедельно. И, конечно же, классы для детей с задержкой психического развития. На сегодняшний день, в этом учебном году, их у нас уже 4. Это 28 детей, которые входят, да, в данные классы, и им нужно регулярное еженедельное занятия, ну, как пример, 2 занятия в неделю с педагогом-психологом, 2 занятия в неделю с логопедом. И кому данный класс мы определяем детей по заключениям ПМПК или ТПМПК или центральной ПМПК. Если там прописаны занятия также с дефектологом, да, то мы должны вот эти все рекомендации реализовывать. Ну, как мы видим, численность детей с инвалидностью и численность детей с ОВЗ растет, да, непомерно. Ну и кто эти герои нашего времени, да, которые сопровождают наших детей, наших родителей и учителей в том числе. Мы гордимся нашим педагогическим составом. Не побоюсь этого слова, что не каждая школа может похвастаться наличием всех специалистов сопровождения практически. Да? У нас есть и учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог. Это такие узкие специалисты, да, узкой направленности. Ну и, конечно же, никуда невозможна работа в школе, помощь родителям, детям без мамы каждого класса, да, классного руководителя и, конечно же, учителей-предметников. Хотелось бы сказать, что данная категория педагогов работает в школе не первый год. Они были и 10 лет назад, и 15, да? Но почему вот сейчас пошли вот некоторые изменения, и я считаю, это очень положительно. Раньше у нас был свой у каждого план работы, мы по нему и работали, и действовали. Да? А вот этого взаимодействия между узкими специалистами вот как-то не хватало раньше.
да, а сейчас посредством даже вот школьной ПМПК, да, мы все собираемся и решаем вот поставленные задачи и стараемся помочь детям, родителям найти какой-то выход, и чтобы ребенку было комфортно получать образование. Направления деятельности специалистов примерно одни, если так общими словами назвать, это диагностическая, консультативная, просветительская и профилактическая. Конечно же, родители проходят через все эти направления, но самые распространенные это консультативная и просветительская. Наш сенсорный кабинет, да, у дефектолога. Формы взаимодействия с детьми специалистов. Никто не отменял, и в любом случае они были, есть и будут традиционные формы взаимодействия. Да? Это беседы, консультации с родителями, выход на родительские собрания, посещение семей. Но вот, как уже говорилось, немножко меняется, вот, и родители сами меняются, поколение меняется. И даже если вот, ну, вот представьте, у вас ребенок в школе, вам звонят и говорят: мы приглашаем вас в школу на беседу. Какая реакция у родителей? Она сразу негативная, да, значит, она негативная, мама сама уже такая, да, на ребенка, что ты натворил, хотя может, да, обычно просто какой-то момент такой вопрос. И вот это уже, вот эти формы традиционные работают через такие негативные эмоции. От этого поэтому нужно, не уйдешь, а это все равно будет, да, но как-то и включать другие способы. Ну и форм, конечно, множество. Здесь я просто перечислила то, что у нас используется и регулярно. Да? Какие-то формы мы пытаемся внедрить, а какие-то уже у нас достаточно хорошо используются. Круглые столы. Да? Вот также вот Татьяна Васильевна упоминала в 2016 году взрыв просто, да, по употреблению детей курительных смесей. Вот эти группы ВКонтакте, которые пропагандируют аутоагрессивное поведение. И мы как раз тоже собирали родителей, был круглый стол общественников наших и пытались как-то вместе найти какой-то выход. Да, это вот как пример, да, когда действительно стоит такая острая ситуация. Творческие, мастерские, выставки. Дефектолог у нас в этом направлении очень хорошо работает, потому что он работает с детьми. У нас есть еще дети с инвалидностью по зрению, да, то есть слепые дети. И, конечно, дефектолог в основном там работает, и она показывает, да, проводит мастер-класс о том, как можно и нужно работать с определенным оборудованием, которое предусмотрено для таких детей. Акции, турниры, игры, папа, мама, я, спортивная семья, всем известно, да, конечно же, почему нет. Еще у нас в школе очень хорошо идет игра «Что, где, когда». Она идет у нас уже несколько лет. Сначала это были команды, были просто из учеников, потом включились учителя, мы регулярно, у нас проходят турниры, и теперь мы уже включаем и родителей, да. Они включаются в процесс, смотрят эту неурочную даже, да, занятость детей. Открытые уроки, то есть, в принципе, формы вам, наверное, знакомы. Единственное, вот хотела остановиться на такой форме, как тренинги. Да, психологические тренинги, мы их включаем, но идут тяжело. Так как здесь родители есть, я поэтому как-то акцентирую это внимание. Почему идет тяжело? Потому что, ну, во-первых, эта работа очень такая масштабная, это не одно занятие, да, это и курс занятий, набирается группа. И, конечно, вот тут приглашения идут, но вот как-то тяжело родители на это реагируют. Но это много времени отнимает, все заняты, да. Но, тем не менее, все-таки форма имеет место быть, и, надеюсь, все-таки она у нас будет процветать. Ну и цифры. Да. Тут в основном обозначены как раз индивидуальные консультации, групповые консультации родителей. Первая цифра – это индивидуальная консультация за учебный год, и вторая – это как раз вот сколько родителей вообще охвачено и групповыми консультациями, и индивидуальными. Педагог-психолог, как вы видите, количество консультаций индивидуальных даже растет, и это очень явно заметно. Я сама
долгое время работала педагогом-психологом в школе, и на себе я заметила тот момент, если, например, лет 5 назад, да, когда мы приглашали родителей, вот посредством диагностики, да, выявляются какие-то дети группы риска, мы приглашаем родителей, они приходят как-то с неохотой, почему тебя пригласили к психологу, вот это понятие психолог, психиатр вот разнилось, не было понимания, что это такое, психологизация населения прошла, выходы на собрание дали свой результат, и теперь родители сами идут и записываются к психологу очень активно. Думаю, в этом учебном году цифра может быть даже там в 2 раза больше, потому что действительно, слава богу, это просто моя боль, да, так как работала, и, конечно, хочется, чтобы родители были нам более открыты, не боялись, да, педагогов-психологов. Социальный педагог, ну, он работает с определенной категорией детей в большей степени, да, вот в пределах 40 индивидуальных консультаций, 9-9-10 это советы профилактики, которые проводятся в каждой школе ежемесячно. Тут, конечно, дети уже, которые совершили то или иное, либо административное нарушение, рассматриваются вот эти моменты. И тоже выходы на собрание. Учитель-дефектолог. Опять же, как я говорю, у него очень такая узкая категория детей. Это дети-инвалиды по зрению и, конечно же, дети, учащиеся класса ЗПР. Да, там уже вот как раз такая работа идет именно на это направлена, и у них консультации с родителями не меньше, да, потому что там родители очень заинтересованы, часто бывают потеряны, не знают, как поступить, что делать, как принять, да, какие-то моменты. И учитель-логопед. Да, это преимущественно начальная школа, да, 1-2 классы, огромный объем работы и, конечно же, взаимодействие с родителями, так как действительно логопедическая работа это такой ежедневный труд должен быть, и родителей в том числе. И, конечно же, даются рекомендации каждому родителю, кто включен в группу работы учителем логопедом. И хотелось бы сказать, что есть определенные нюансы и проблемы, да, в реализации вообще психолого-педагогического сопровождения детей, родителей, педагогов. Мы их тоже сопровождаем, необходимо, нужно и важно. Это отдельный форум надо создавать, да, по сопровождению педагогов. Все-таки вот у нас есть специалисты, и вроде как все специалисты есть, но их мало. В плане один там психолог на 1300 человек, и вот решение вот этого всех необходимых и очень важных моментов, это просто, ну я не побоюсь этого слова, нереально. Нереально вот просто разорваться и нести вот эту миссию, да, поэтому ставлю остро на обсуждение, да, на республиканском форуме данный вопрос, потому что он имеет место быть. И также и учитель-логопед, да, то есть у нас есть все, но по одному, надо больше, чтобы вот это как раз качество предоставляемых услуг повышалось. Ну и вот эта триада ученик, школа, родитель, если говорить образом, это такая система, такой механизм, где вот эти все процессы должны работать слаженно, и тогда мы получим тот результат, который мы ждем, который мы будем получать и реализовывать. Спасибо. Спасибо большое. Будут ли какие-то вопросы? Ну, у меня, наверное, да, вот, ну, это не вопрос, а вообще к родителям, уважаемые родители. Если вы, да, еще у нас остались и слушаете, обращайтесь, пожалуйста, да, в школы, получайте консультации. Великолепные специалисты работают у нас в школах. Ну, а школа, соответственно, она уже понимает, да, направление деятельности, свою траекторию, и она понимает, что она будет изыскивать такие формы работы с вами, да, которые вам будут удобны в любое время, получается, дня и ночи. Ну, ночью. Нет, конечно, мы для родителей открыты, к нам приходят, специалисты работают, а к нам можно обратиться не только вот так прийти к специалисту и записаться, у нас есть и через интернет, да, как писать письма, запросы, мы на все отвечаем и всегда открыты, ну, конечно. То есть, школа всегда открыта для родителей, поэтому обращайтесь, будем совместно, да, повышать свою компетентность. Правильно? Все, спасибо большое. Значит, уважаемые слушатели, мы немножечко задерживаемся, да, каждый ценит свое время. Давайте 10-минутный перерыв. Вот, кофе-пауза. Эксперты.
заметьте, не просто и однако все было разрушено, и она не учить, не даже что можно не сделать, чтобы не простили. Вот сейчас мы привыкли к системе. Неизвестно, я сегодня тем более мы, например, мы называем я всегда встречаюсь с родителями, всегда встречаюсь с педагогами и говорю о том, что мы начнем уже. Тут можно скачать уже Да, так быстро. Мы тут делаем. Там ходили. Я ходил сейчас. Что-то уже начали. Самое главное, чтобы оно у нас это развито. В этом уже. Сейчас только начинается. Пока что немножко статус, потому что у нас еще все такие помощники. Да, вот ваша презентация. На рабочем столе по алкоголю. Это моя. Все наше. Спасибо. Можно, то есть, самостоятельно, да? Ну, мы сейчас, да. Ну, в смысле, переключать надо. Да, конечно. Водочка, да? Я самый старый креативный.
Уважаемые слушатели, мы начнем работу. Там, кто пьет кофе или по своей какой-либо нужде еще ходит по Институту развития образования, я думаю, что они потом к нам присоединятся. А мы переходим ко второй части нашей демонстрационной площадки. Я, как вам уже говорила, что в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в республике проводится работа по созданию сети социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть мы с вами тоже ищем новые формы, да, привлечь родителей, и вот через социально ориентированные организации, как производители социальных услуг в региональной системе оказания помощи семье и детям. Вот в период с мая по июль месяц, да, совсем короткий период этого года, в муниципальных образованиях в городских округах Сыктывкар, Ухта и Воркута у нас создано 7 СОНГов. Это Воркута одно учреждение, Сыктывкар 3, Ухта 3. Основная цель СОНГа – это оказание психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям, законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей. Понятно, что эти учреждения у нас только созданы, да, формируется и нормативно-правовая база. У них сейчас еще массу проблем, да, то есть они должны в течение года оказывать услуги. У них еще недостаточно специалистов. То есть мы пытаемся, Министерство образования, да, пытаемся какие-то пути решений поддержать данные организации, изыскиваем. И я думаю, что со следующего года всем уже известно, что главой объявлен, да, президентские гранты, которые будут выделяться социально ориентированным некоммерческим организациям. И я думаю, что мы будем поддерживать эти организации, и они начнут функционировать в полной мере. Ну вот насколько мы проводили мониторинг, 3 организации планируют начать работу с октября по ноябрь 2019 года. Это Сыктывкар навстречу детству,
территория возможностей Ухта и гармония Ухта. Две организации «Солнечный город», да, Сыктывкар, Давление, тоже Ухта. Ну, я так понимаю, что это с 2020 года. Ну и «Сияние севера» и семейное воспитание, я думаю, что тоже с 2020 года они могут начать свою деятельность. Кроме того, в рамках регионального проекта данные учреждения могут заявляться на гранты, которые предоставляет Министерство просвещения. Самое главное сейчас для них получить, я так понимаю, заключение, да, как учреждение, оказывающее социально полезные услуги, и, возможно, вот определить такой проект, с которым заявиться на Россию, и, соответственно, уже в республике тоже грантовая какая-то система будет предусмотрена для этих организаций. Так, ну, о перспективах деятельности автономной некоммерческой организации Центра психолого-педагогического и медицинского сопровождения «Сияние севера», город Воркута, Суворова Лора Артушевна расскажет нам, как же она видит, да, развитие социально ориентированной некоммерческой организации. Добрый день, уважаемые родители, уважаемые коллеги. Как уже сказала Наталья Владимировна, проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования направлен на создание в Республике Коми эффективной системы родительского просвещения и семейного воспитания. В рамках этого проекта как раз и создана автономная некоммерческая организация в городе Воркуте «Сияние севера». В целях реализации проекта поддержка семей, имеющих детей. В апреле 2019 года 2 человека прошли курсы повышения квалификации по программе «Эффективное управление деятельностью СОНКО» и приняли участие в научно-практической конференции «Некоммерческие организации как значимый сегмент развития социально-экономического потенциала Республики Коми. Опыт, проблемы, перспективы». А в июне 2019 года зарегистрирована автономная некоммерческая организация Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения «Сияние севера». Запись об этом внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Целями деятельности организации, вы видите их на слайде, является оказание психолого-педагогической помощи и медико-социальное сопровождение семьи, направленное на повышение психолого-педагогической, правовой, коммуникативной компетентности родителей и детей, и создание благополучной семейной атмосферы для роста и развития личности ребенка, его социализации, адаптации в обществе через вовлечение семьи в процесс выстраивания гармоничных детско-родительских отношений. Основные получатели услуг – родители, законные представители и дети от 3 до 18 лет. На данном этапе изучаются запросы потребителей, проводится информационная работа о деятельности автономной некоммерческой организации, запланировано проведение акций, направленных на информирование родителей. Кроме того, осуществляется взаимодействие с муниципальными и государственными образовательными учреждениями и консультационными пунктами, созданными на базе дошкольных образовательных организаций. Это посещение родительских собраний, это выявление потребностей граждан, в том числе и через рекламные акции. И запланировано распространение информационных буклетов в учреждениях здравоохранения и социальной защиты. Подана заявка о включении автономной некоммерческой организации в Республиканский центр по оказанию консультативных услуг родителям. Ну и, конечно, мы принимаем активное участие в работе городского клуба родительского просвещения «Счастливая семья». В перспективе, в случае привлечения денежных средств, в том числе в виде грантов, возможна организация предоставления вышеперечисленных услуг, возможно сотрудничество с органами здравоохранения и социальной защиты города, с ПМПК и с другими организациями.
организация выездных услуг и организация услуг посредством консультирования через Skype. И, кроме того, запланировано информационное продвижение автономной некоммерческой организации «Сияние Севера» в социальных сетях. Мы предполагаем создание интерактивного портала для дистанционного оказания услуг. Конечно, мы еще только начинаем, мы еще только в начале пути, ну и надеемся, что опыт наших коллег, которые выступали сегодня и выступят после меня, позволит нам сегодня взять на вооружение новые идеи, практический опыт в осуществлении поддержки наших родителей и семьи в целом. Благодарю за внимание. Спасибо большое, да, действительно, вот только создались, да, но перспектива ясная, да, вот, я думаю, что у нас все получится. Вот давайте сейчас послушаем Юлию Владимировну. Она является у нас активным участником по развитию СОНКа. Она принимала участие в конференциях, общественных обсуждениях, семинарах, совещаниях, где рассматривались вопросы, проблемы и перспективы деятельности некоммерческой организации. Чагадаева Юлия Владимировна, директор СОНКа, Институт семейного воспитания. Ну, я думаю, что присутствующие, здравствуйте, уважаемые коллеги, да, что микрофончик, да, что многим присутствующим непонятно, что же это такое, на кого и с чем его едят, почему мы сейчас заговорили об этом в системе образования. Все вы, наверное, слышали указ в майских указах президента, что 10% в образовании должно быть представлено некоммерческим сектором. Вопрос на засыпку, как это осуществить. Ну, вот когда нас пригласили на обучение, вот как раз, что предшествующий докладчик говорил, да, на обучение по курсам по созданию социально ориентированных коммерческих организаций, мы были несколько, конечно, обескуражены, ошарашены и так далее. Очень много эмоций мы пережили, как бы, за свою деятельность, но дальше хочу вам раскрыть, что именно подход Министерства образования на сегодняшний день нам нравится. Он планомерный, и он понимается структура системы, что ее нельзя нарушать, а просто как бы привлекать дополнительные источники. Ну, у нас социальная сфера очень широкая, да, социально ориентированные некоммерческие организации. У меня заявлены при перспективы деятельности НКО как поставщика социально полезных услуг. То есть социальная сфера у нас не только в образовании, сфера очень широкая, сфера болезненная зачастую, да, именно в отношении качества услуг, их доступности и так далее. И здесь понятно, почему был создан этот проект в рамках приоритетного национального проекта образования. Ну что ж такое услуга? У нас есть стандарты, стандарт менеджмента качества, стандарт услуги населению. Эта услуга может быть материально-бытовая, да, а также услуга социокультурная. Но в любом случае это передача какого-либо блага. И здесь у нас возникают вот такие вот свойства услуги на первый план, да, что услуга, она в принципе материально-бытовая, она неосязаемая, да, вот все, что у нас представляли дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные, мы могли это потрогать, только увидеть, посмотреть отзывы, да, услугу, конкретную услугу по консультированию. Она неотделима, то есть нельзя отделить ее от источника, поэтому специалисты знают, что в 18-й школе есть узкие специалисты, направленные на работу с детьми с ОВЗ, и туда валом идут люди, я это знаю, как специалист, работающий в ПМПК уже 10 лет, да. Непостоянство качества, то есть услуга конкретно зависит от специалиста, который ее оказывает, и недолговечность. То есть услуга, она меняется в соответствии с рынком, да, меняются подходы, меняются, специалист сегодня есть, он завтра уволился и так далее. И вот даже от определения понятия услуги у меня, как у директора СОНКа, очень много возникает вопросов, трудностей, да, мы тут рассчитываем, конечно, на помощь министерства. Ну, правовые условия производства социальной услуги тоже всем понятно, что нельзя СОНКа просто так выйти в образовательное учреждение, просто так создаться и куда-то там пойти и что-то там делать. Нам нужно обязательно соответствовать требованиям всех надзорных органов, которые только могут быть, да? Особенно если мы взаимодействуем с детьми.
Дальше. Лицензирование деятельности, если это касается именно образования. Специализированные кадры обязательно, да, не пойдет родитель просто так консультироваться к человеку с улицы, он пойдет на имя, он пойдет на квалификацию. И стандарт оказания услуг и независимая оценка. Все это, понимаем мы, что это огромная работа, которую вот просто так. Ну и НКО, что это организация, имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение, не имеющая, да, в качестве основной своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. То есть это не ИП, который у нас ходят дети заниматься в платном к логопеду, к психологу, где можно взять за это деньги, да, а эта услуга именно должна оказываться качественной на бесплатной основе. То есть уже, да, из этого слышно, как это тяжело вот это вот внедрять. И у нас основной закон, федеральный закон номер 7 о некоммерческих организациях, да, и самое главное, что эта услуга, она должна быть направлена на решение социальных проблем развития гражданского общества. Она тут перекликается с фондом президентских грантов, да, то есть если я хочу участвовать, что только мой проект, он должен конкретно решить социальную проблему конкретных людей. Также вот наша СОНКа. Ну и под куратором управления образования школьного, да, при, так сказать, тоже небольшой почкой мы являемся муниципального учреждения дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, выступал у нас тут замдиректора. Мы открыли вот такую некоммерческую автономную организацию в конце мая. Большинство у нас организаций открылись как автономная, в принципе, да, никому не подчиняющиеся, ничего нет, но мы, говорю, очень рассчитываем на кураторство и взаимодействие всей системы нашей. Цель мы взяли самую большую, самую объемную, самую такую короткую, это оказание услуг в сфере социальной адаптации семьи, детей и молодежи. То есть под эту услугу у нас, в принципе, подпадают все социальные сферы, которые я обозначила на первом слайде. Ну и предметом деятельности у нас являются деятельность, имеющая социально значимый характер. Тут коротко я представила основные виды деятельности. У нас еще есть много дополнительных, потому что мы понимаем, что НКО, оно существовать может только за счет субсидий, грантов, и для этого всегда высылается устав, ОГРН и так далее, что мы туда положили все, что можно было в сфере социальных услуг. Да? И в области образования, консультирования, воспитания, реализации социальных проектов, профессионального консультирования, тренинги, курсы, хобби, профилактика социально значимых заболеваний, лектории, курсы прикладных знаний и так далее. Ну и вот наша, говорю, политика в системе образования именно нравится, что она не ломает старое, да, пытается усовершенствовать новое. Не так вот, как нам представлял опыт сфера Минсоцтруда, когда они просто свои бюджетные учреждения взяли и переквалифицировали в некоммерческие. Нас обнадеживают на то, что у нас все-таки наши учреждения будут существовать как прежде, да, мы будем дополнительным каким-то вот таким источником. Ну и понятно, что уже Министерством просвещения Российской Федерации озвучены вот такие суммы в 2019 году субсидии, да, на 670 миллионов рублей. И 95 социально ориентированных НКО из 50 регионов, и планируется до конца года еще ими будет оказано 2 миллиона услуг. Вот консультативный центр тоже в рамках этого работает. Очень, да, опять вот радует. Уже сегодня постановление правительства, вот буквально оно недавно утверждено, вступило в силу. Вот этот вот у нас есть перечень общественно полезных услуг, критериев оценки их качества и, от 2016 года. И благодаря этому проекту «Поддержка себе имеющих детей» туда добавили услугу, такую как психолого-педагогическая, медицинская и консультативная помощь родителям. Ну и опять же, да, Министерство образования какими шажками идет. Вот 10 сентября утвержден документ раньше, для того, чтобы мне, как директору, да, или вообще организации социально ориентированной, получить статус, что я оказываю общественно полезные услуги только через Минюст. Да? Через Минюст мне нужно было подавать документы, представлять себя. Но здесь Министерство просвещения, да, тоже свои НКОшки берет под крыло.
уже утвержденный административный регламент предоставления Министерством просвещения госуслуги оценки качества оказываемых социально-ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных услуг. То есть они дают оценку качества услуг, которые делают, выдают заключение о соответствии, либо заключение о несоответствии. Но здесь, опять же, да, я вот не могу сегодня туда обратиться, я могу обратиться для получения такой статуса, если я работаю на более как половине субъектов Российской Федерации, да, и моя деятельность софинансирована средствами федерального бюджета, либо оказываю общественно полезные услуги на протяжении 1 и более лет. То есть, да, то есть мне на рынке одно еще пока нужно выживать, прежде чем получить какую-то помощь. Ну и формы государственной поддержки, на которые я потом смогу рассчитывать, вот что не может радовать. Это получение в пользование государственного муниципального имущества, да, использование бесплатного эфирного времени или места в бесплатных периодических изданиях муниципальных и региональных, и организация государственными органами и органами местного самоуправления курсов повышения квалификации и различных обучающих мероприятий для работников и добровольцев таких организаций. И дальше очень хорошая приписка в законе там имеется, что исполнители общественно полезных услуг имеют право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленным федеральными законами. Да? На что и надеемся. Дальше. Критерии оценки качества оказания социально полезных услуг, общественно полезных услуг. То есть они регламентированы вот этим положением 1096. Понятно, что очень много требований. Да? Вот мы увидели опыт дошкольных учреждений, общеобразовательных учреждений, удовлетворенность родителей представлена, цифры и так далее. Мне тоже нужно соответствовать нормативным, наличие, да, задействованных исполнителей, удовлетворенность получателей услуг, открытость и доступность информации, отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Как бы категории в проекте я уже сказала, что мы очень сильно перекликаемся, поэтому вот такая вот организация была создана, упущу. Ну и приоритетные задачи. Приходится постоянно держаться в курсе событий, да, на сайте Министерства просвещения, Министерства образования Российской Федерации, различные форумы НКО. Теперь это такие рабочие странички, которые приходится каждодневно изучать. Дальше наблюдать за программами. Да. Вот в 2020 году проект вот этой поддержки семей, имеющих детей, уже конкурсная документация на получение субсидий уже прошла, уже выявлены победители. То есть на 2020 год мы не заявлялись как НКО, и там же опять встает вопрос, там нужно обеспечение письмо, да, от регионального министерства поддержки, а также собственные средства. Насчет собственных средств вообще у меня большой вопрос. Там достаточно большой процент должен быть собственных средств. На сегодняшний день я просто волонтер-директор, да, без зарплаты, это просто общественно полезная деятельность. Пока никому не полезно, да, пока я вот сама собой вот этим вот занимаюсь. Ну и понятно, выяснить, какие субсидии выделяются в регионе Сыктывкар. Хотя в этом направлении управление наше образования уже пытается нас вклинить какие-то проекты, программы на волонтерских началах, но чтобы как бы все равно имя звучало. Ну, проблемные вопросы, это вот, конечно же, помещение. То есть я через год могу претендовать, если мне дадут заключение, что я оказываю общественно полезные услуги, но мне же год где-то их надо оказывать, да, коллеги? Соответствие надзорным органам и так далее, специализированные кадры. Мы знаем, что эта сфера не коммерческая. У меня пойдет ко мне неквалифицированный кадр. Если он теряет, допустим, да, такие различные доплаты в бюджетной системе и так далее, стаж и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много проблемных вопросов. Стандарт оказания услуг, реклама услуг. Ну вот основные точки, на которые мы опираемся, это фонд президентских грантов, конкурс 2020 года и грант главы Республики Коми. Может быть, какие-то сначала вот разовые небольшие проекты нам удастся реализовать до 2021 года. Вот. А там живем и видим. Спасибо. Большое спасибо. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы?
Пока вопросов нет, будет вопрос, да? Да. Юрий Владимирович, а вот скажите, пожалуйста, я так понимаю, вот эти сумка, да, это совершенно новое что-то, новшество, Абсолютно, да. совершенно. То есть вот эти все сумки, они создаются с нуля. С нуля. То есть это абсолютно. новшество, то есть это Новая не переделка некая, да, и какие-то базовые, какие-то те структуры, которые этим занимались, это ничего не переделать, все с нуля делается. Ну вот мы очень-очень на это рассчитываем, что наше базовое учреждение в конце концов не перейдет вот в это некоммерческое, потому что мы потеряем огромное количество вот базы и кадров. Нас вот перед этим замдиректора озвучивала, да, кто у нас, и судьи в отставке работают, и педагоги с таким опытом, и так далее, и так далее, и так далее. Очень хочется, чтобы, да, и сохранилась существующая система, чтобы мы были дополнительным звеном. Иначе вот это вот все расширение услуг НКО, мы будем похожи на торговцев на рынках. Да? И кричать со своих лотков: приходите к нам, приходите к нам. Я так понимаю, что некоммерческое – это невозможность оказания платных услуг. Нет, они как и бы... в одно и то же время вы должны иметь некий свой какой-то фонд средств. Да. Вы сейчас пока не знаете, что Фондом средств я, конечно, не располагаю, да, у нас учрежденческий взнос мы тоже вносили самостоятельно, да, и... Гранты, да, я так понимаю. Да, если только, причем вот я, который гранты озвучила, да, у нас наша организация не может участвовать только в фонде президентских грантов, там не могут участвовать муниципальные бюджетные учреждения. Во всех остальных муниципальные бюджетные учреждения участвуйте, пожалуйста. Вот что наши продемонстрировали. Я говорю, не хочется вот эту сферу услуг, которая вот на сегодняшний день сложилась, не хочется из нее, чтобы превратилась она в рынок, да, где каждый тянет на себя: посмотрите, а у меня дешевле, у меня лучше. И насчет вот этих как раз платных услуг, у меня уставом заложено, я могу платные услуги оказывать, но я тут упираюсь в федеральный закон о контрольно-кассовой технике. Да? ИПшникам дали послабление еще на 2 года, а мне вот даже просто, чтобы платно сделать копировальные услуги, да, мне нужно иметь контрольно-кассовую технику. Это порядка... Социалки, прямо вообще переносно, мы уже на это перешли. Перешли на контрольно-кассовую. Как это и есть. Да, ну это тоже, наверное, ресурс какой-то был в рамках субсидий, которые вы получаете, да? Да. Ну, я источники финансирования не знаю, но, скорее всего, это по линии труда. Да, Минтруд очень активно делится, да, и спасибо, Спасибо, да. Юрию Владимировну, вот это множество, это здорово. Зарплату у вас Просто нужно гранты? Зарплату, да, всегда в гранты Зачем закладывают. субсидии? Вот когда выиграю, тогда только что-нибудь получу. Вам удачи, потому что с кадрами, конечно, проблема будет. Да, вот это самый больной наш вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Так, и следующее у нас мы приглашаем Диану Александровну Кострова, да, Кострова, извините, на территории города Ухты в период с мая по июль создано 3 СОРГа. И вот как социально ориентированная некоммерческая организация «Территория» возможности планирует принять участие в конкурсах, да, насколько нам известно, в управлении образования нас заверили, что вы сейчас в сентябре хотите податься, да, куда-то на привлечение каких-то средств. Пока не слышит Диана Александровна. Да. Так, давайте послушаем ее. Как-то закрыто, потому что Справа. Справа в конце. Справа. Справа где? Вот туда. Еще выше. Не видно. Теперь. Добрый день, уважаемые коллеги и гости форума. Я приветствую вас сегодня от имени дошкольного образовательного учреждения «Детский сад номер 103» компенсирующего вида города Ухты, заведующим которого я являюсь, и представляю некоммерческую организацию извините.
автономную некоммерческую организацию «Центр развития психолого-педагогической коррекции и социальной адаптации семьи и ребенка. Территория возможностей». Идея и возможность создания НКО родилась именно из специфики деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения, и поэтому мне хотелось бы рассказать о нем подробнее. В учреждении функционируют 4 группы компенсирующей направленности. Это все группы, которые имеет наш детский сад. И все они предназначены для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 3 из них – группы для детей с задержкой психического развития, и 1 группа реабилитации для детей с интеллектуальной недостаточностью и сложным дефектом развития, осложненных различными патологиями. Из числа воспитанников доля детей-инвалидов ежегодно достигает 50 и более процентов. Практически все воспитанники учреждения, помимо психоневрологических отклонений, имеют сопутствующие заболевания органов сердечно-сосудистой системы, слуха, зрения, мочеполовой системы и другие, что значительно затрудняет обучение и социальную адаптацию, тормозит психическое и физическое развитие дошкольников. Характерными особенностями воспитанников являются низкий уровень или отсутствие познавательной мотивации, неустойчивое внимание, нарушение восприятия, памяти, несформированность эмоционально-волевой сферы, моторная и психическая расторможенность, низкая работоспособность, быстрая утомляемость. В поиске путей решения проблемы педагогический коллектив учреждения принял решение разработки проекта по созданию специализированной помощи дошкольникам с ОВЗ и детям-инвалидам. Проект «Шаги навстречу», который был направлен на оказание психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для обеспечения максимально возможного развития таких детей, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и интеграции в общество. Это оказало мощную психолого-педагогическую и медицинскую поддержку родителям и детям, что подтвердили результаты анонимного анкетирования об уровне удовлетворенности коррекционно-образовательной деятельностью, составившие 95%. В рамках проекта осуществлялось социологические опросы и анкетирование родителей воспитанников, индивидуальное, групповое и дистанционное консультирование, психологические тренинги по развитию родительских компетенций в вопросах взаимодействия с ребенком, актуализации и проработки детско-родительских проблем, тренинги личностного роста, распространение письменных консультаций и памяток, размещение информации в родительских коррекционных уголках, проведение практикумов по обучению родителей формам совместной деятельности с детьми, распространение через интернет-ресурсы обучающих видео и других мероприятий по развитию, обучению и воспитанию детей с нарушениями развития. При этом было отмечено, что неохваченной категорией остаются семьи, имеющие детей до 3 лет, а раннее выявление проблем развития является чрезвычайно важным условием для успешной коррекции недостатка и реабилитации ребенка. Доказано, что если диагноз ранний детский аутизм поставлен ребенку в 1,5 года, то к 7 годам после коррекционного обучения и воспитания он сможет обучаться в общеобразовательной школе. Если же такая помощь оказывается ребенку после 5 лет, то в школе обучение возможно только по индивидуальным программам. Анализируя проблемы, с которыми сталкиваются родители, воспитывающие ребенка с отклонениями в развитии, мы выделили наиболее значимые и часто встречающиеся. Они перед вами. Это прежде всего поздние сроки диагностики дефекта, когда упущено время. Родители нуждаются в профессиональной поддержке психолога или психотерапевта. Родители не имеют достаточной психолого-педагогической подготовки для воспитания и обучения ребенка с проблемами в развитии. Родители используют в общении с ребенком проверенные методы. Родители не признают проблем своего ребенка, отказываются от лечения или используют неэффективные способы.
На этапе перехода детей в школу у родителей возникает страх остаться один на один со своей проблемой, и они не готовы решать их в одиночку. И в конце концов, обычная у нас проблема – высокая загруженность родителей профессиональной деятельностью, недостаток времени для общения с ребенком. Положительный опыт реализации этого проекта и необходимость решения проблем, с которыми регулярно сталкиваются родители детей, стали основанием для организации услуг в рамках деятельности автономной некоммерческой организации «Территория возможностей» по оказанию помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов по направлениям диагностика и раннее выявление отклонений в развитии детей, в том числе до 3 лет, специалистами, дефектологом, логопедом, психологом, медицинским персоналом, врачами, педиатром, неврологом, психиатром. Сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов, в том числе в возрасте до 3 лет. Индивидуальное и групповое консультирование родителей. Выработка рекомендаций по вопросам развития, воспитания, осуществления совместной деятельности с детьми, социальной адаптации к школьному обучению. Организацию педагогам, психологам тренингов, индивидуального консультирования семей по возникающим вопросам, выработку рекомендаций. Организацию мастер-классов, индивидуальных практикумов, тренингов по вопросам развития, осуществления совместной деятельности с детьми, их социальной адаптации, а также обучению и воспитанию. Разработку и использование официального сайта для распространения информации о возможностях центра и его услугах, об услугах и режиме работы организации социального партнерства, для удаленного консультирования, в том числе в режиме онлайн, для ознакомления родителей законных представителей с обучающим видео по вопросам развития, организации совместной деятельности с детьми, а также обучению и воспитанию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Привлечение и организация мероприятий с участием социальных партнеров. Это, как мы уже говорили, Ухтинская детская больница, Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, образования и здоровья, территориальный филиал в городе Ухте, реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Теплый дом», организации и волонтеры, муниципальные учреждения общего образования, то есть школы. Ухтинская детская больница осуществляет медицинское сопровождение и обслуживание детей, в том числе до 3 лет, специалистами, врачом-педиатром, врачом-неврологом, врачом-психиатром. Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, образования и здоровья решает вопросы комплексного обследования детей, в том числе до 3 лет. Реабилитационное отделение для детей и подростков «Теплый дом». Предлагается партнерское участие с целью формирования и расширения социальных контактов семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их социальной реабилитации. Различных организаций и волонтеров для решения вопросов расширения границ социального взаимодействия семей, формирования у детей чувства равенства с другими, самоценности, а также для решения вопросов юридической поддержки и сопровождения семей, имеющих детей с проблемами в развитии. Муниципальных образований общего и коррекционного образования, на базе которых организуются классы коррекционно-образовательного обучения. Вместе с тем, необходимо отметить первоочередные мероприятия, которые требуют реализации в первую очередь для обеспечения качества предоставляемых услуг. Необходимо обучить трансдисциплинарную команду по сопровождению семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Оборудовать помещения для проведения диагностических мероприятий детям в возрасте до 3 лет. Обеспечить поддержку социальных партнеров в области их компетенций. Создать сайт на сервере, способном обеспечить онлайн-соединение и стабильную трансляцию изображения. Получить грантовую поддержку для реализации обучения команды оборудования помещений. И получить поддержку и содействие органов местного самоуправления
для решения вышеперечисленных вопросов. При положительном решении вышеуказанных мероприятий мы уверены в том, что деятельность НКО «Территория возможностей» внесет свой существенный вклад в развитие инфраструктуры муниципалитета по оказанию помощи семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, семьям с детьми до 3 лет, а в дальнейшем и более широкому кругу населения. Благодарю за внимание. Да, пожалуйста. Я поняла, что все это деятельность НКО у вас идет. Нет, это в данном случае деятельность не НКО. Проект реализован был коллективом дошкольного образовательного учреждения. Теперь на этой базе мы планируем эту деятельность продолжать. То есть мы готовимся принять участие в гранте для того, чтобы создать чтобы получить дистанционную возможность консультирования родителей. То есть вы сейчас рассказывали нам не про НКО, а про деятельность вашего бюджетного учреждения. Я вам рассказывала, откуда у нас взялась идея и смелость организовать НКО, и что мы в дальнейшем планируем делать, чем заниматься. У нас у всех есть. Спасибо. Ну, направленность, во всяком случае, будет именно такая. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Вопросов нет. И сейчас мы приглашаем Лидию Николаевну, директора СОНКа, на встречу детства. Также является активным участником, погружается в тему создания СОНКа. И сейчас, наверное, поделится новыми идеями по развитию организации своей, вновь созданной. Не очень слушается. Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно оказаться здесь сегодня с вами и поделиться тем небольшим опытом, который есть у меня по созданию деятельности и вообще по созданию некоммерческой организации и по планированию ее деятельности. Я не буду подробно останавливаться на том, что такое НКО, потому что здесь уже рассказали об этом в достаточном объеме. Хочу сказать и начать вот с чего. Вы знаете, я владею 2 языками, кроме русского. Ну, можно считать 3-м моим языком коми-язык, но при деятельности НКО это мне пока не особенно помогло. А вот что касается немецкого и английского, это помогло однозначно. Потому что прежде чем для меня войти в данную авантюру, первоначально я именно так это все для себя и обозначила, я познакомилась с деятельностью некоммерческих организаций Германии и англоязычных стран, и к какому выводу я пришла. Во-первых, мне очень понравилась фраза, я прочитала ее в интервью руководителей немецкой организации некоммерческой по работе с детьми с особыми потребностями, и звучала эта фраза следующим образом. Автономная некоммерческая организация видит в детях миссию, а не рынок. Мне кажется, это лучше всего отражает основную задачу, основную цель некоммерческой организации. Некоммерческая — это значит, очень мало думает о деньгах и очень много думает о благополучии, социальном в первую очередь. Хотя, если остановиться на формулировке особой потребности, что это значит для детей? Ходить в школу, в детский сад, общаться со сверстниками? Но какие же это особые потребности? Для нас с вами, для здоровых людей, это абсолютно нормальное состояние, это норма жизни. Почему же мы тогда возводим эти потребности для детей с ОВЗ и инвалидностью в особые? Это неправильно. Именно поэтому, в первую очередь, не заходя далеко в дебри вообще социального положения у нас в стране, и трудностей, я остановилась на том, что близко мне. Я являюсь заместителем руководителя Центра психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения, которое занимается с детьми дошкольного возраста, наше учреждение. На базе нашего учреждения, вам уже говорили, работает территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, а также информационно-методический центр. И на что я в первую очередь обратила внимание. Перед вами компас, и посмотрите, куда показывает стрелка. Нетрудно догадаться по той статистике, которую я привожу вашему вниманию. За 2018 год обследования на территориальной психолого-медико-педагогической комиссии прошли 586 детей. Из них статус ОВЗ получили 522 ребенка. Для нас с вами это голые цифры, а для родителей это в первую очередь шок.
возможно, даже трагедия. Это потерянность и незнание вообще, каким образом жить дальше, куда двигаться и как существовать. А еще 48 из 522 детей требуют постоянного, обратите на это слово внимание, постоянного сопровождения ассистента. Вернее, 48 детей требуют услуг ассистента, а 22 из них требуют постоянных услуг ассистента. Что это значит? Что без другого человека они не способны получить ни образование, не воспользоваться всеми теми благами, которые для нас с вами абсолютно доступны, о которых мы не задумываемся. Вот на таких деточек, которые требуют услуг ассистента, в первую очередь показал мне мой внутренний компас и деятельность своей организации. Первую значимую цель я направила именно сюда, по работе с детьми с ОВЗ и по созданию условий специальных, хотя не очень хорошее слово, в частности по предоставлению услуг ассистента. Вы знаете, у нас есть очень такая интересная пословица, которая гласит, от чего не надо зарекаться. Я не буду произносить эти страшные слова здесь, но я думаю, что надо добавить к этим двум словам еще одно, от болезни. Потому что и сума, и тюрьма, они объединяются этим словом болезнь. Особенно, когда болезни страшные, для деточек часто бывает настолько сложные, о них очень трудно говорить нам, а уж тем более их родителям. А что эти болезни под собой несут? ДЦП лишает ребенка возможности двигаться. Слепота лишает возможности ребенка получать элементарные услуги, блага, которые для нас с вами обыденны. Кроме того, есть еще очень много болезней, в том числе с нарушением ментальным, мы сталкиваемся очень часто у деточек, и они тоже не позволяют детям жить полной жизнью. И вот таким деткам очень-очень нужны помощники. Вы можете сказать, знаете, есть ведь мама с папой, да, мама с папой есть. Но маме с папой, как и нам, вот смотрите, очень часто сегодня говорят о педагогическом выгорании. А представьте, когда мама и папа находятся с такими детками 24 часа в сутки, 7 дней подряд на протяжении долгих лет жизни. Это очень трудно. И поэтому здорово бы было, если бы в каждом детском саду и в каждой школе был бы такой человек, который называется красивым словом ассистент, а дальше в скобочках там технический, помощник. Технический — это значит вроде бы и без души, но как много от этого человека зависит чисто технически. Помочь ребенку с одеждой, с раздеванием, одеванием, помочь его покормить, помочь его сопроводить в комнату гигиены и так далее. Вроде бы мелочи, а как это важно для социализации. А теперь давайте вспомним о той ситуации, которая царит в наших образовательных организациях сегодня. Государство идет нам навстречу, это большой плюс. Сегодня внесены изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования, по программам основного общего среднего образования, где прописано, и слава богу, наконец-то это произошло, сколько и на какое количество детей требуется узких специалистов. И чаще всего для каждой группы детей с инвалидностью, с особыми нарушениями, как я говорила, с особыми потребностями, требуется ассистент, но финансирования на ассистентов нет. И вы знаете, я поделюсь очень коротко, всего полминуты опытом таким. Мой ребенок пошел в школу, и в класс с моей девочкой попал мальчик, у которого было очень серьезное нарушение ДЦП. И вы не представляете, помните, была реклама, когда женщинам предложили враги, которые заняли крепость, вынести самое дорогое, они на спинах вынесли мужей. Так вот, мама каждый день, 6 раз в неделю, потому что так построено расписание, носила этого мальчика на себе на 2-й этаж, приводила в класс, усаживала, потом выводила на перемене, старалась, чтобы с ним играли дети. Вот мы говорим, что мы оказываем сопровождение деткам через контакт и ищем способы и формы, а мама старалась изо всех сил, находила это сама. Они жили в малосемейной комнате, в общежитии. Наши дети очень подружились, в том числе благодаря классному руководителю. Мы пришли к ним в гости, и большую половину комнаты занимали ходунки, потому что дорогостоящее и легкое оборудование очень тяжело приобрести, а мама с папой очень хотели помочь ребенку. И вот этими ходунками они пользовались и утром, и вечером, и после школы, для того, чтобы развивать его мускулатуру и так далее. Я о чем говорю? О том, что выбор мой по ассистентам, вот по этому направлению деятельности не случайен.
Это прошло через сердце мое, просто видела, как много усилий туда вкладывает мама. Я говорила о профессиональном выгорании, но мама ведь она еще и себя профессионально должна реализовать. Человек становится личностью счастлив только тогда, когда его деятельность в том числе важна для общества. Я понимаю, что занятие своим ребенком тоже важно, но это настолько ограничивает круг общества на семье и не дает вроде бы выхода дальше, что получается вроде бы и не тюрьма, а как тюрьма, свой собственный ребенок. Разве такое может быть? Нет. И поэтому социально ориентированное – это не законодательный термин, это внутреннее, это смысл определенного количества людей, как надо жить и как надо помогать. И спасибо государству за президентские гранты, за возможность в них участвовать. Спасибо за то, что сейчас эта сфера деятельности развивается потихонечку, и мы получаем все больше возможностей вливаться в эту сферу, в том числе вот таким способом. Первое, что мы сделали, это мы обсудили с руководством управления дошкольного образования, каким образом мы можем, как автономная некоммерческая организация, влиться. И в ближайшее время, вероятнее всего, будут разработаны механизмы, там уже определена четкая сумма, которая будет выведена на конкурс. На конкурсной основе можно будет поучаствовать. Я очень надеюсь, что моя организация, после того, как я еще раз все посмотрю, алгоритмизирую, получит возможность получить финансовые средства. Смешные на самом деле, я их могу даже озвучить, возможно, это будет 1 миллион рублей. Но можно говорить много о том, что некоммерческая организация, она не коммерческая, она недалека от коммерции. Мы без коммерции и без финансирования не можем. Посмотрите, как много денег сегодня уходит на оплату специалиста. А этот специалист-ассистент, кстати, у нас уже вышли 2 стандарта. Это тьютор, который сопровождает по образовательной деятельности, да, в рамках специалиста по образовательной деятельности, вот его стандарт определен. И второй стандарт – это стандарт ассистента. Так вот, с тьюторами тяжелее. Там необходимо получить лицензию для того, чтобы провести образование и так далее. Они должны быть педагогами, владеть различными технологиями по адаптации образовательной программы к адаптированной образовательной программе. С ассистентами все проще. Я знаю наверняка, что многие из вас видели много-много очень фильмов зарубежных, да? Они очень интересные. Знаете, что меня поразило? Там давным-давно уже есть такие ассистенты. Последний фильм, который я посмотрела, про молодого человека, у которого двигалась только голова. И он отвоевал право жить самостоятельной жизнью. И этого ассистента он нашел сам. А вот эта организационная структура предложила этому ассистенту определенную оплату. Вот этим я и хочу заняться. Я хочу создать банк данных людей-волонтеров, потому что заработная плата будет, конечно, пока небольшой, потому что про финансирование все мы знаем, да. Но эти люди, они хотя бы помогут на какое-то время мамам и папам выйти за рамки того мирка, который мы в государстве нашем пока еще для таких семей создаем. Если у меня все получится, я буду считать это первым вкладом своим небольшим в то, что будет признание некоммерческих организаций, это раз, а второе, что таким людям будет жить чуточку легче. И я не буду говорить про них такие люди, я буду говорить нам с вами будет жить чуточку легче. Спасибо вам большое. Огромное спасибо вам, Лидия Николаевна. Приятно слышать, да, что все-таки сумка быть, да, сумка развиваться. Вы для себя вообще четко определили миссию. Вот. Хочу сказать, что в рамках форума вопрос по имущественной, материальной поддержке, да, финансовой, также будет рассмотрен с органами местного самоуправления. Я думаю, что в любом случае механизмы, да, поддержки вас, всех социально ориентированных некоммерческих организаций будут выработаны, и уже в ближайшее время, я думаю, что вы ощутите определенные, там, скажем, преференции, да, в вашу сторону. Я обращаю внимание, что к 2024 году мы все-таки, возможно, поставили амбициозные задачи. Понятно, что мы по ходу будем все корректировать, но мы хотим создать 30 таких организаций. Да? И вот... Владимировна, а можно мне тогда маленькую ремарочку? Вы знаете, всегда интересно быть первооткрывателем и первопроходцем, но хочется иногда, чтобы учеба прошла на чужих ошибках, а не на своих.
И если возможно, вот рекомендации в нашу резолюцию. Вы знаете, очень не хватает специалистов. Я специалист в сфере образования, я педагог, и таких педагогов, которые в скором времени, я так думаю, как люди очень неравнодушно вольются вот в эту систему открытия НКО, организации деятельности некоммерческих организаций, будет много. Я очень прошу вас, знаете, с чем я столкнулась? Чуть прошло времени после открытия некоммерческой организации, и в моем почтовом ящике оказалось письмо счастья, которому несказанно обрадовался мой супруг. Во-первых, он был очень удивлен, что на базе квартиры открыта некоммерческая организация, он не поставлен в известность. А во-вторых, он был удивлен, что меня вызывают для того, чтобы провести со мной определенную беседу и, возможно, привлечь к административной ответственности. Не пьющую, не курящую, не дебоширящую. Он сказал: знаешь, милая, не знаю, куда ты ввязалась, но подумай 10 раз, а не пора ли отказаться. А все случилось потому, что когда мы в управлении юстиции работали со специалистами, нам было сказано, что, уважаемые руководители НКО, вам необходимо сдать отчетность 1 раз в год, это будет апрель месяц. Как оказалось вскоре, отчетность, хоть и нулевая, должна сдаваться по определенному графику. Никто не предупредил о том, что возможно перейти на упрощенную форму, и тогда бы я сдавала ее хотя бы вот в этом году, сразу перешла всего лишь 1 раз. Я хочу сказать огромное спасибо специалистам налогового и пенсионного фонда, жаль, что их здесь нет, но я им всем оставила благодарности в книгах отзывов, и они с удовольствием сказали, я сразу провела тоже работу, говорю, нас будет много, а давайте вы к нам придете, мы организуем вот такой вот семинар для всех тех, кто хочет. Они сказали, хорошо. И я еще очень бы просила их поучаствовать вместе с нами, со всеми руководителями вновь открывшихся организаций по созданию информационного материала, такой таблички, алгоритма, какие отчеты, когда необходимо сдать и что нужно сделать в первую очередь. У нас есть отличный центр, сейчас совсем недавно он открылся, поддержки, да, Петкова. Вот, да, надо будет разместить на сайте обязательно, и тогда будет легче, и хотя бы не будет вот этих писем счастья и вдруг попадания в административно безответственных, понимаете? Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Так, ну, мы переходим непосредственно, наверное, к презентации Республиканского консультационного центра, который у нас открыт на базе КОМИ Республиканского института развития образования. Я думаю, что после презентации данного центра кто-то может даже и получить услуги. Да? Конечно, обязательно. Вы нас проверяете своего центра? Конечно же, мы вас приглашаем на экскурсию на наш центр. Итак, здравствуйте, уважаемые участники форума. Меня зовут Каданева Антонина Андриановна. Я являюсь старшим методистом в Республиканском консультационном центре. Сегодня хотелось бы коротко представить вам нашу работу нашего центра. При поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в Сыктывкаре на базе Института развития образования начал работу Республиканский консультационный центр. 2 сентября состоялось торжественное открытие. Это стало возможно благодаря реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и национального проекта «Образование». Итак, какие же цели нашего центра мы преследуем? Во-первых, это повышение компетенции родителей, законных представителей в вопросах образования и воспитания детей, укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций, семейных отношений, а также пропаганда позитивного и ответственного отцовства и материнства, повышение значимости роли родительского просвещения. Услуги консультационного центра совершенно бесплатно могут получить все родители, воспитывающие деток от 0 до 18 лет. А также это граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, и граждане, готовящиеся стать родителями. Какие услуги оказывает Республиканский консультационный центр? Центр представляет психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты. Это психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по профориентации, юристы, социальные педагоги и многие другие специалисты. В нашем центре можно получить несколько видов консультаций. Это очная консультация, дистанционная консультация и выездная консультация. Очная консультация, как мы уже сказали, проходит здесь, на базе Института развития образования, в кабинете 111, 114 и 116. Все кабинеты у нас оборудованы техникой, которая позволяет нам легко осуществлять свою работу. Именно дистанционные консультации. Да? У нас закуплена новая техника, благодаря которой мы выходим на связь с родителями через современные мессенджеры, да, это
Skype, WhatsApp, Viber. Также у нас налажен телефон горячей линии. Это стационарный номер и телефон мобильной связи. Как можно записаться в центр на консультацию? Записаться можно также по 3 этим линиям. Итак, первая линия – это заполнить форму на сайте нашего центра в разделе «Запись на консультацию». Вторая линия – это по телефону горячей линии, я уже сказала. И третья линия – это обратиться в центр лично, в КРИРО, Институт развития образования. Дальше у меня есть некоторая инструкция, как пользоваться сайтом, но я думаю, что пока не актуально это будет, данная информация. Думаю, что все смогут с этим познакомиться, а также прийти к нам сегодня в центр на экскурсию, и там тоже можно будет получить эту консультацию о записи. Я бы хотела передать сейчас слово методисту, извините, пожалуйста, Института развития образования Поповой Ване Цветановне. Она бы хотела рассказать вам более подробно о просветительских проектах, которые также реализуются в Республиканском консультационном центре. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Я представляю нашу программу психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей, законных представителей в вопросах образования, воспитания, развития, охраны и укрепления здоровья детей, которая называется «Родительская академия». Над данным проектом сотрудники института работали на протяжении достаточно долгого времени. И мне бы хотелось рассказать об особенностях нашей программы, об ее концептуальных идеях. В основе лежит идея вообще духовно-нравственного просвещения родителей. И мы опираемся на такие вот известные выдающиеся личности в области педагогического знания, как Константин Дмитриевич Ушинский, Сухомлинский, философ Иван Ильин, и рассматриваем понятие семьи с точки зрения именно тех вот приоритетов и тех ценностных оснований, которые мы считаем необходимыми в плане просветительской деятельности. Мы считаем, что семья – это действительно наивысшая человеческая ценность, наиважнейший фактор формирования личности человека. И словами философа Ильина, это и живая лаборатория человеческих судеб. Это наиважнейший фактор развития личности человека. И исходя из данных положений, мы, конечно же, еще рассматриваем нормативно-правовую основу тех принципиально важных документов, на которые мы опираемся. В концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина расписаны те безусловные ценности семьи, которые трактуют как нравственные устои. Это любовь, верность, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого. Конечно же, эти слова сегодня для детей наших должны быть основополагающими, теми постулатами, на которых должны строиться все взаимоотношения в нашем обществе. Мы рассматриваем различные документы в сфере образования, образовательной политики. Рассматриваем те указы президента, которые нам указывают именно те стратегические направления в развитии нашего образовательного пространства. Основная цель нашего проекта «Родительская академия» – это укрепление духовно-нравственных и социально-психологических основ жизни современной семьи. И, конечно же, создание тех психолого-педагогических условий, которые необходимы для формирования ответственного родительства. Вот так бы, наверное, кратко бы я сформулировала основную цель и идею программы. Именно осознанное родительство – это путь к ответственному отношению к своим жизненным ролям, делам и поступкам. Рассматриваем именно позитивную профилактику. То есть работа с неблагополучными семьями – это уже является тем фактором риска, угрозы нашему обществу. А вот позитивная профилактика – это как раз прерогатива наших образовательных организаций, где доступно именно создание информационного и ресурсного вот этого поля, где родители и дети могут общаться, взаимодействовать конструктивно, решать какие-то важные задачи. Нашей идеей, это, конечно же, в основе нашего проекта это межведомственный подход. Нам необходимо организовать межведомственную такую вот структуру, где институт мог бы стать вот этим вот координирующим звеном в предоставлении тех или иных услуг.
Сегодня, на сегодняшний день у нас есть очень много партнеров. Вот сегодня мы будем представлять на секции по классному руководству различные проекты, которые будут представлять классные руководители образовательных организаций нашей республики. Сегодня очень значимым проектом для нас является просветительский проект гимназии номер 1 города Сыктывкара, который предусматривает именно создание родительских клубов на базе своей гимназии. И мы предполагаем, что все-таки на уровне республики мы планируем функционирование Центра родительской академии. На уровне муниципальных организаций это родительские клубы, и на уровне образовательных организаций это как раз организован тот процесс по сопровождению родителей, в котором будет происходить именно адресная помощь в различных жизненных ситуациях. Как одна из задач приоритетных для института это разработка программ повышения квалификации. Конечно же, эти программы у нас уже в стадии, можно сказать, готовности. Мы уже можем сейчас объявить такие семинары и курсы для вот именно участников образовательного процесса, для специалистов, которые организуют взаимодействие. И готовы проводить различные мероприятия в плане трансляции, публикаций и коммуникации того эффективного межведомственного общения специалистов разного уровня. В программе «Родительская академия» включены 3 подпроекта. Это семейный родительский клуб «Моя семья», школа успешного родителя и школа будущего родителя. Мы предполагаем, что для эффективного взаимодействия в рамках данных клубов нужны специалисты разного профиля. И так как у родителей совершенно разные проблемы бывают, и совершенно разные аспекты именно неблагополучия. И бывает, за видимым благополучием тоже скрываются неблагополучные факторы. И опять же говорю о позитивной профилактике, да, то есть это очень важно увидеть проблему и решить ее вовремя. Мы говорим о духовно-нравственных основах, поэтому мы считаем, что вот те праздники, которые на государственном уровне сейчас уже мы в образовательных организациях можем предлагать именно в качестве ориентиров, таких ценностных, целевых ориентиров. Это те праздники, которые пропагандируют именно наши семейные традиции и ценности. Такие праздники, как День семьи, любви и верности. Несмотря на то, что этот праздник отмечается в июле, в образовательных организациях этот праздник можно провести или отмечать вот именно как начало, ну так скажем, учебного года, 15 сентября, когда есть необходимость именно организации такой планомерной работы с родителями, где должны поставлены быть некоторые приоритеты, планирование осуществлено и уже намечены какие-то совместные мероприятия в рамках организации внеурочной деятельности. Вот методическая литература, которая у нас на сегодняшний день имеется. Также на сайте института разработаны электронные пособия, которые освещают лучшие практики, лучший опыт республики, накопленный уже годами. И мы, конечно же, позиционируем именно эти сборники всегда на наших курсах повышения квалификации, рассматриваем их как основу для просветительской деятельности. Ну и хотелось бы, конечно, сказать, что на уровне образовательной организации мы предлагаем форму кинолектория, постоянно действующего кинолектория, как семинара, как практического мероприятия, который может быть в рамках федерального проекта, который называется «Уроки кино». Мы сегодня будем представлять этот проект на нашей площадке для классных руководителей. И вот эти вот уроки кино разработаны настолько по каждому направлению, по каждой ценности, которые позиционируют нравственные устои. И вот эти фильмы буквально в течение 15 минут можно показывать детям. Это замечательная педагогическая копилка. И тут же можно с родителями все это вместе сообща обсуждать и брать вот как пример, как повод для размышления, как пищу для ума. Мне бы хотелось, конечно, еще очень много, может быть, сказать о тех важных элементах родительского просвещения, но я сегодня постаралась быть краткой, и если у вас какие-то вопросы есть или пожелания, приглашаю вас на нашу площадку, а также я нахожусь, работаю сотрудником Коми Республиканского института развития и образования
мои контактные телефоны, данные здесь вот представлены. Спасибо, благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Ну, я так понимаю, что всю программу, которая у нас была запланирована, мы ее в полной мере исчерпали, даже с лихвой. Вот, скажите, пожалуйста, вот кто бы сейчас хотел поделиться вообще впечатлениями, мнениями, какими-то предложениями по итогам нашей дискуссионной площадки? Все, по-видимому, устали. Никаких мыслей. Пожалуйста, позвольте. Я уже сказала в перерыве Наталье Владимировне, и сейчас думаю, что вы тоже меня все поддержите, что сегодняшний разговор, вот этот такой важный, такой непростой разговор о взаимодействии. Всегда, когда говоришь о взаимодействии, всегда много-много аспектный разговор получается. И вот сегодня этот разговор получился не просто профессиональный, глубокий, на мой взгляд, а именно, как сама Наталья Владимировна при подготовке, я думаю, она душу вложила в подготовку этого мероприятия. Вот, можно ведь формально провести, и всех формально к этому подойдут. И все выступающие, на мой взгляд, были настолько с любовью к тому, что они делают, настолько душу свою вложили. Эксперты согласны со мной, да? Что вот я лично получила огромное, я просто не помню, когда я еще такое удовлетворение получала от работы. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто так или иначе работает, а педагоги, они все должны этим заниматься. Но я думаю, что мы должны потом уже дальше выстраивать общую связь. Нас Светлана Александровна представляет со здравоохранением, да? Вот эта связь должна быть вот прямо настолько тесная связь, конечно, с социальной защитой, потому что сегодня семья еще, нас много еще, и бедность, мы можем обсуждать эти проблемы, и всего. Но ведь, я не знаю, все ли мы выросли в таких обеспеченных семьях. Мне кажется, как раз там, где есть какие-то ограничения, там и развивается человек сильнее, лучше, тверже стоит на земле. Поэтому нам надо объединять еще, Наталья Владимировна, и с другими ведомствами, тогда у нас действительно будет просто очень замечательное будущее у наших детей. Это первое, что я хотела сказать. И еще мы здесь никто не затронул. Ну вот я педагог советской школы, и директором школы была еще в советское время. У нас был курс «Этика и психология семейной жизни». Вы понимаете, готовить детей, готовить будущих родителей надо не женской консультации, как сейчас некоторые советуют, надо готовить, начиная со школы. Обязательно должен быть такой курс. Как он будет называться, неважно. Но главное, что наши старшеклассники должны понимать. Вот ценность семьи, вот то, что нам сейчас Ванда Цветановна представила, вот эту ценность семьи, детям надо, родители это не смогут донести, они могут каждый день показывать эту ценность, но вот донести так, как мы можем сделать это педагоги, специалисты, как они не сделают. Поэтому вот нам следующий шаг обязательно начинать надо со школы, готовить к семейной жизни. Тогда у нас все будет хорошо. Всем вам больших успехов и вам тоже большое спасибо. Спасибо большое, очень приятно получить такую оценку от российской общественности. Эксперты, будут ли еще какие-то? Я тоже хочу поблагодарить организаторов, Владимировну, прежде всего, за прекрасную возможность тоже и от себя лично, и от медицинских работников. Я хочу сказать, что именно педиатры, педиатрическая служба, которую я себя отношу в долгие годы,
она, безусловно, всегда тесно очень сотрудничала с педагогами, потому что, ну, это, как я всегда это говорю, дети проводят в образовательной организации по 10 часов в день, как мы на 1,5 ставки работаем, да, 6 дней в неделю, плюс еще школьники там занимаются очень много, поэтому, конечно, и нагрузка идет определенная, и изменение состояния здоровья детей, да, и она, где-то есть школьно обусловленные заболевания. И, конечно, вот это взаимодействие должно быть постоянным и непрерывным. Поэтому, конечно, очень приятно, что вы медицинских работников, на педиатров, на ваши вот, очень хорошо организованные мероприятия. Я хочу сказать, что действительно межведомственное взаимодействие, оно очень важно, про него везде говорят. Но как что называется межвед, это самое сложное, что у нас вообще может быть, потому что у всех свои проблемы. Естественно, там работников не хватает, педагогов там тоже свои какие-то проблемы, да, кадровые. Поэтому мы свои проблемы все знаем, конечно, по возможности они все решаются, в том числе ведомственно. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что и медицинские работники придут, в том числе и в образовательные организации. И вот эти вопросы взаимодействия, мы должны, конечно, безусловно, ну, это и есть такая проблема. Вот, поэтому я думаю, что какие-то, ну, ведомства на ведомство, очевидно, будет выходить по решению вот этих вот вопросов, потому что просто образовательную организацию иногда бывает очень непросто решить какие-то вопросы с врачами и медицинскими работниками. Мы должны готовиться к тому, конечно, что такие детей, я не хочу там пессимизма, мне наоборот хочется оптимистично смотреть в будущее. И, в общем-то, медицина развивается, достигает определенных высот, технологии новые появляются медицинские, но, к сожалению, рождаемость падает. И мы имеем детей малолетних, очень малолетних, которые представляют определенную группу риска. И действительно, эти дети пополняют ряды детей-инвалидов, и среди них очень высокая инвалидность у этих детей с экстремально низкой массой тела, которые рождаются до 500, 600, 700, 800 грамм, до 80% инвалидности.